Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Коми Республиканский институт развития и образования. Сегодня мы проводим очень важный республиканский онлайн-вебинар для команд организации профессионального образования Республики Коми. Тема, которая обозначена для данного семинара, действительно является очень важной для формирования единого профессионального пространства. Мы будем обсуждать вопросы и алгоритмы разработки программ воспитания. 2020 год стал для нас ключевым с точки зрения формирования единых подходов к формированию программ воспитания. На уровне Республики Коми сегодня сформирована единая методическая система сопровождения каждой образовательной организации, в которую сегодня включены коллеги, все управленческие команды. Мы все с вами понимаем, что 1 сентября 2021 года данные программы должны стать основанием для действительно системной, планомерной, событийной работы на уровне каждой организации по включению наших обучающихся студентов среднего профессионального образования в том числе именно в пространство, которое сегодня определяется главной целью национального проекта образования. Это именно воспитание гармонично развитой и духовно-нравственной личности, социально активной личности. Поэтому, уважаемые коллеги, наша сегодня задача вместе с вами в течение 3 часов включиться именно в методическое пространство, которое позволит нам осознать важный результат деятельности. Первое. Мы сегодня будем говорить именно о конкретных управленческих механизмах, о нормативном сопровождении воспитательной деятельности в организациях среднего профессионального образования. Нам очень важно представить опыт федеральных организаций среднего профессионального образования, организаций, которые являются сегодня активными на уровне Республики Коми по формированию новых подходов к воспитанию. И, конечно, нам удастся сегодня поработать именно с теми федеральными экспертами, которые дают не только советы, а именно сегодня формируют методические подходы на уровне Российской Федерации. Коллеги, у нас уникальная есть возможность вместе с вами работать с представителями Федерального института развития и образования РАНХИКС. Мы вели очень долго переговоры с Владимиром Игоревичем Блиновым, директором научно-исследовательского центра профессионального образования и системы квалификации ФИРО РАНХИКС. И мы очень рады, что сегодня вместе с нами открывает наш республиканский семинар для системы среднего профессионального образования Республики Коми Светлана Анатольевна Осадчева, которая является заместителем директора научно-исследовательского центра. И мы очень рады, Светлана Анатольевна, что вы работаете вместе с нами. Сегодня к нам подключены все организации среднего профессионального образования нашей республики. В марте этого года состоялось очень важное республиканское совещание, в котором принимали участие руководители организации СПО. Были поставлены конкретные задачи по разработке и внедрению программ воспитания. И сегодня, конечно, наш семинар, он имеет такую каскадную линию. Федеральный уровень, республиканский уровень и уровень образовательной организации. Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу вас воспользоваться этой уникальной возможностью. Светлана Анатольевна сегодня вместе с нами. Я сейчас буду передавать слово, и у вас есть возможность задавать вопросы в нашем профессиональном чате Светлане Анатольевне, которая является вместе с Владимиром Игоревичем идеологом разработки программ воспитания именно в рамках единой системы воспитания в организациях СПО. И именно рекомендации, методические подходы, которые будут обозначены на уровне именно нашего семинара, я думаю, станут великолепным основанием для уже наших конкретных действий. Итак, коллеги,
Светлана Анатольевна, вы сейчас уже выходили с нами на связь. Мы рады, что у вас профессиональная возможность, она является сегодня очень важной для нас, появилась, принять участие в нашем онлайн-семинаре. Поэтому, уважаемые коллеги, несколько минут мы поэтому и задержали, что Анатолию мы подключали именно в онлайне. Светлана Анатольевна. Да, коллеги, меня слышно? Да, Светлана Анатольевна, вас слышно. Мы вам передаем слово. Мы знаем, что у вас есть видео презентации, поэтому, да, наверное, презентацию сейчас мы еще раз попробуем загрузить. И как вам удобно. Коллеги вас уже увидели. Вы можете выходить с видео. Да, прекрасно. Светлана Анатольевна, замечательно. Да, Светлана Анатольевна, ну что, вам слово. Республика Коми очень долго ждала этой встречи, поэтому начинаем работать. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемая Галина Владимировна. У меня тут эхо. Да. Сейчас мы вам поможем. Светлана Анатольевна, сейчас, секундочку. Светлана Анатольевна, у вас, возможно, вебинар открыт на 2 устройствах. Посмотрите, пожалуйста. У меня все возможно. Ну, попробуйте, может быть, убавить колоночки тогда, пока вы выступаете. Хорошо. Да, так лучше. Да, Светлана Анатольевна, уже лучше? Да, все замечательно. Единственное, я сама себя не вижу, но это не важно. Меня видно, да? Сейчас пропало изображение, но хорошо слышно и видно презентацию. Отлично, это будет самое главное. Ну, хорошо. Да, это будет самое главное. Коллеги, подскажите, не вижу внизу стрелочек в презентации. Вы мне говорите, когда листать, я перелистну вам презентацию, хорошо? Ага, замечательно. Я прошу прощения, но действительно так получается. Галина Владимировна, огромное спасибо за приглашение. Я сейчас нахожусь в стенах Института семьи, детства и воспитания Российской академии образования как раз по поводу, собственно говоря, разработки примерной программы воспитания. И вот отпросилось как раз разрешение совещания для того, чтобы с вами встретиться. Коллеги, спасибо огромное за приглашение. Для меня тоже это очень волнительный момент. И я заранее, наверное, прошу прощения, если моя речь будет несколько такая односторонняя, что ли, однозначная, которая требует, ну, наверное, большей частью исполнения. Почему? Потому что мы с вами будем говорить о нормативном сопровождении. А здесь, в общем-то, у нас с вами язык закона, который, ну, в общем-то, требует не обсуждения, а исполнения, да? А наша с вами задача посмотреть, как все-таки мы с вами будем укладываться в эти позиции и что от нас с вами сейчас требуется. Если можно, следующий слайд. Итак, коллеги, для того, чтобы нам все-таки подойти к воспитанию, я хотела бы напомнить основные нормативные документы, которые на сегодня существуют, ну, самого высокого федерального уровня. Да? Если вы посмотрите, то у нас с вами с левой стороны стоит задача обновления в ГОС и примерных программ. Сразу хочу сказать, это отдельная задача, это примерные программы наши с вами рабочие. То есть процессы идут в параллель. Идет разработка и обновление в ГОС и новых примерных программ, и одновременно пишется макет примерной программы по воспитанию, потому что могут быть некое задвоение на понимание, да? Так вот, это разные позиции. Что касается доплаты 5000 за классное руководство, для СПО этот вопрос на сегодня поставлен в Федеральном министерстве просвещения Российской Федерации, и мы очень ждем, что он будет решаться положительно. Но документа живого на сегодняшний момент, где можно было бы об этом сказать, конечно, нет. Что касается правого документа, да, основного нашего главного, ну вот скоро у нас еще очередное послание президента Российской Федерации, может быть, там появится конкретика. Пока мы с вами пользуемся 474 указом, здесь наш пункт Б, он общий, большой, но это, собственно говоря, та задача, которая нам была поставлена. Пожалуйста, дальше. В рамках указа президента были даны отдельно уже, как сказать, детализация была национальной цели. И если вы посмотрите, то здесь все, что касается воспитания, это 3-й абзац,
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Да, на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Все крайне актуально для нашей большой страны. Я хочу обратить внимание, коллеги, на словосочетание «создание условий». Мы не один раз еще с вами увидим это понятие. И еще один здесь появляется показатель, который раньше входил в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта образования. Это увеличение доли граждан, занимающихся волонтерством и добровольческой деятельностью. Вот два момента, которые взаимосвязаны между собой и которые, безусловно, должны быть так или иначе отражены во всех программах воспитания всех уровней. Пожалуйста, следующий слайд. Коллеги, ага, да-да-да. Допускаю, что, может быть, не очень хорошо здесь будет видно, но, коллеги, презентация для вас. Я сознательно ее сделала не в формате PDF, поэтому ссылки все рабочие, пользуйтесь, смотрите. И я очень прошу организаторов обеспечить доступ к этой презентации всем желающим. Что касается национального проекта образования, чтобы у нас была ясность. На сегодня паспорт национального проекта идет в разработке, поэтому документ, ну, скажем так, прямого действия, которого можно отнести, это утверждение методики расчетов показателей федерального проекта. И если вы откроете этот документ, то вы увидите, что здесь перечислено несколько федеральных проектов, но, например, уже выпадает «Учитель будущего» в данном случае, выпадает проект «Социальная активность». Это не означает, что он перестает действовать, скорее всего, он продолжает по старым показателям. Но, повторюсь, когда выйдет новый паспорт национального проекта, тогда будет понятно. Я специально чуть-чуть больше вам даю информацию, чтобы было понятно, как движется структура документов, чтобы можно было сориентироваться. Пожалуйста, следующее. У нас появился новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Вот на этом слайде основные направления все представлены. Здесь есть и цели, и показатели, и масштабные мероприятия. Это наша с вами, в общем-то, повседневная жизнь, да, и никогда и процессы воспитания, и тем более патриотическое воспитание из СПО не уходило. Но, тем не менее, сейчас это формализовано. И самое главное, что я очень советую всем своим коллегам, всем организациям, реализующим программы СПО, смотрите, пожалуйста, эти проекты, там можно участвовать, там много предлагается интересных мероприятий. И я думаю, что как новый инструмент, который можно использовать, это, в общем-то, очень и очень хорошо. Ну, помимо, собственно, ключевой идеологической цели, что у нас с вами теперь уже патриотика вот в таком виде собранном представлена. Будьте добры, следующее. Вот теперь, собственно говоря, наш с вами закон об образовании, да, 273. В части вопросов воспитания 304 федеральный закон 31 июля. Коллеги, что здесь принципиально? Формулировки. Посмотрите, пожалуйста. Формулировка «Что такое воспитание?» Это деятельность, направленная на развитие личности. Опять мы с вами встречаем создание условий. И дальше, собственно говоря, наша с вами повседневная работа, все, что хорошо, да, все, чему мы учили и учим наших детей, все это представлено. Но ключевое все-таки определение. Это здорово. Далее, в пункте 9 появляется определение, ну, точнее, добавляется определение образовательной программы, которая говорит, что берем концовку: в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. Вот если вы сейчас зададите вопрос, почему до сих пор нет какой-либо примерной программы по этому вопросу, потому что вы видите, для нас, для системы СПО этот вопрос такой труднорешимый, трудозатратный.
скажем так, в силу того, что у нас все-таки с вами огромное количество направлений подготовки, да, ну, по меньшей мере 485 федеральных государственных образовательных стандартов, у нас с вами 42 федеральных учебно-методических объединения, то есть у нас очень широкий спектр появляется, да, и вот сейчас стоит вопрос, он стоит до сих пор, о том, как же все-таки будет выглядеть макет этой программы. Забегая вперед, хочу сказать, что мы сейчас, в том числе и сегодня, как раз здесь обсуждаем все вопросы, касаемые, скажем так, что из себя будет представлять этот макет. Сначала примерной программы, а потом и рабочей программы. Это не означает, что вы, да, коллеги, что вы нас ждете. Нет, ни в коем случае. Мы с вами сейчас подойдем к тому, что мы делаем дальше. Ну и пункт 10, он говорит о примерной программе. Я почему так дословно напоминаю об этих позициях? Потому что на самом деле вот во всех этих формулировках 304 ФЗ скрывается, ну, самая большая и опасность, и самая большая трудность для разработки и реализации программ в СТО. Будьте добры, следующий слайд. Статья 12. Посмотрите, пожалуйста, она дополнена. Значит, здесь общие требования к организации воспитания. Коллеги, ну вот это просто прямой пункт для всех заинтересованных организаций, кто осуществляет функции надзора в образовании, да? То есть мы знаем, что если это появилось в законе, значит, обязательно это будет проверяться, смотреться. Вот, собственно говоря, как сказать, да, что мы делаем, что мы работаем, что мы реализуем 304 ФЗ. Вот, в общем-то, мы должны будем предоставить эти документы для всех органов надзора либо контроля. Далее, что здесь очень важно? Ага, спасибо. Что здесь очень важно, коллеги? И, наверное, на мой взгляд, это и правильно. Смотрите, здесь написано, имеют право принимать участие советы обучающихся, родители, представительные органы, да? А мне думается, что с учетом возраста наших с вами детей, мне думается, что, конечно, их хорошо бы привлечь и к разработке этих программ, и к реализации. Безусловно, под контролем взрослых. Это мы с вами понимаем. Почему? Потому что тот потенциал, который заложен в наших детях, и особенно все то, что нам показала пандемия, да, в каких-то вопросах, безусловно, они могут нам задать некий пример, хороший пример, особенно в части технологий применения программ воспитания, да, и вообще реализации. Вот мы еще с вами подойдем, пока просто запомним, что закон нам говорит о том, что наши студенты имеют право, и это очень важно. Будьте добры, следующий. Вот в этой части, что ключевое, на что бы я хотела обратить, коллеги, внимание, организации обязаны проинформировать обучающихся, родителей, либо законных представителей об изменениях. Я думаю, что это тоже будет одно из требований, которое будут спрашивать надзорные органы. А у нас есть уже информация, что мы с вами вступаем в реализацию, да, у нас с вами есть план правительства, который говорит о том, что организации, профессиональные образовательные организации разрабатывают и внедряют программы воспитания, в общем-то, к 30 июня 2021 года. Так вот, коллеги, значит, с 1 июля, условно говоря, мы становимся предметом поднадзорных действий для всех проверяющих структур. Поэтому, как предложение, что бы я рекомендовала в этом плане сделать? Для тех абитуриентов, которые только поступают, внести, собственно, наличие рабочей программы по воспитанию в перечень тех документов, с которыми вы обязаны ознакомить абитуриентов, да, и потом поступивших. А вот те, кто сейчас уже в процессе обучения, да, я думаю, что
окончании учебного года надо закончить тем, что вы некий разрабатываете свой локальный документ, где вы прикладываете вот это ознакомление, форму ознакомления обучающихся об изменениях, потому что обязаны проинформировать означает, что должно быть письменное подтверждение вот этого обязательства, потому что в противном случае будет сложно понять, как же мы это с вами выполнили. Будьте добры, следующий слайд. Угу. Итак, на уровне региона, на уровне каждого субъекта Российской Федерации, каким образом обстоят дела? Потому что, конечно, мы с вами понимаем, что воспитание – это не процесс одной отдельно взятой образовательной организации или же уровня какого-то образования, да? Поэтому 4 апреля был выпущен указ президента Российской Федерации, где были утверждены перечни показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти. Так вот, 9 пунктом идет как раз условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. То есть, посмотрите, с уровня национального проекта образования этот показатель переносится указом президента на уровень руководителя субъекта Российской Федерации. Поэтому это, серьезно, да, и опять мы говорим об условиях. Поэтому, прорабатывая эти вопросы, мы очень хорошо должны для себя понять, каким образом, вот каждый руководитель, да, к нему, если, коллеги, еще раз, мы сейчас о документированных процедурах, да, моя задача сейчас постараться вас подготовить вот в очень короткие сроки, что остались до конца года, вот к возможным последствиям. Что касается, собственно, методов и технологий воспитания, мы с вами об этом будем говорить еще долго и, наверное, еще не один раз. Будьте добры, следующий слайд. 3 апреля было выпущено постановление правительства об утверждении методик по оценке эффективности. Здесь очень кратко. Значит, сразу хочу сказать, что в части субъекта Российской Федерации основной пункт, который в этой методике, как будут рассчитываться, да, создание условий, это все-таки количественный показатель по повышению квалификации работников в системе образования, прошедших обучение по программам воспитания или по воспитанию. То есть повышение квалификации – ключевой показатель в части, если мы говорим, создания условий, повышение квалификации. Поэтому я думаю, организаторам как раз вот этого семинара будет очень интересно, да, вы вот сейчас предельно востребованы, и я думаю, что сегодняшнее мероприятие в том числе идет в зачет, поэтому большие молодцы, Республика Коми, идете в ногу. Спасибо. Следующий слайд. В этом же методиках мы с вами помним, что у нас добровольчество появляется, да, и в этом указе президента номер 8 это доля граждан, занимающихся добровольческой волонтерской деятельностью. Опять-таки мы видим усиление внимания государства и перенос этого показателя из нацпроекта на уровень руководителя субъекта Российской Федерации. Здесь достаточно простые подсчеты, это наша с вами жизнь, просто мы с вами должны об этом знать. И когда мы с вами разрабатываем программу воспитания, безусловно, все, что касается волонтерства, должно быть отражено. Это вот точно так же, как патриотическое воспитание, точно так же, как и добровольческая деятельность. Будьте добры, следующий слайд. Вот тот самый план мероприятий по реализации стратегии воспитания. Тут, конечно, в части СПО был небольшой казус в том плане, что в самой стратегии развития воспитания до 2025 года система СПО не была отражена. Этот документ был прямого действия для общеобразовательных организаций. Но, тем не менее, в плане мероприятий по реализации стратегии мы появляемся как уровень образования. И посмотрите, пожалуйста, у нас с вами самое главное – это наличие рабочих программ воспитания.
Форма аттестации очень серьезная. Ну и вот все, что касается содержания и технологий воспитательной деятельности. Но на региональном уровне должны быть разработаны свои программы воспитания и планы мероприятий по реализации стратегии. Это отдельный документ, который, мне думается, еще тоже ждет своего времени, хотя по плану как раз правительства мониторинг эффективности реализации уже идет с первого квартала 2021 года. То есть, понимаете, все очень происходит быстро. Безусловно, внедрение рабочих программ воспитания во всех уровнях образовательных организаций – это задача федерального уровня, и она будет решаться. И поэтому у нас с вами, ну, посмотрим, как будет. Я предполагаю, что это может быть в форму либо статистики внесено, либо отдельный мониторинг будет представлен. Но это, коллеги, история, которая будет на ближайшие 5 лет абсолютно точно. И вот почему это так, что это, да, вот это мы с вами должны понять. Будьте добры, следующий слайд. Что касается, собственно, воспитания, у нас с вами в нацпроекте образования в предыдущей версии тоже были обозначены ключевые цели, как воспитание, да? У нас с вами практически на всех уровнях совещания всегда говорится о soft skills, да, то, что мы должны в ходе так или иначе подготовки профессионала обязательно учитывать и ориентировать. То есть и наставничество, и воспитание как основные, ну, скажем так, направления работы, они никогда из СПО не уходили, да, и все, что касается, ну, нашего с вами уровня, мы знаем, у нас дети-то выходят сразу на практику практически, да, и поэтому для нас еще очень важно корпоративный дух тех работодателей, которые их к себе принимают. Там есть свои требования, откуда, собственно, и наставничество появляется. Будьте добры, дальше. В 2019-2020 годах Федеральным государственным образовательным учреждением Институт развития профессионального образования, где сейчас исполняет обязанности ректора Дмитриев Максим Георгиевич, был уже инициирован проект по воспитанию. И допускаю, что многие из вас в нем уже участвовали. Но посмотрите, он был как информационно-аналитический мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций по развитию системы воспитания и социализации обучающихся. Да, мы активно, значит, проводником в регионах это был институт из Иркутска. Мы с ними активно работаем. Я просила результаты этого конкурса, и многие из вас спрашивают, что нам делать. У нас уже были программы по воспитанию, а вот сейчас что у нас новые? Коллеги, вы действительно разрабатывали большие программные документы на уровне образовательной организации. И я думаю, что отказываться от них не надо. Но 304 ФЗ говорит немножко о другом. Он говорит о рабочих программах воспитания. Будьте добры, следующий слайд. До 2021 года разработкой примерных программ воспитания для общеобразовательных организаций занимался Институт стратегии развития РАО. И именно на их сайте есть и примерные программы, и это долгий путь был, у них и апробации, и она уже была утверждена в ФУМО по общему образованию еще в прошлом году. То есть это было такое движение в части школы. Почему на этом останавливаюсь? Потому что мы с вами реализуем общеобразовательные дисциплины, и, безусловно, знать и понимать, что там происходит, конечно, нам с вами надо. С 2021 года все, что касается программ воспитания, это по поручению Министерства просвещения Российской Федерации, это Институт изучения детства, семьи и воспитания, Российская академия образования. Вот сейчас мы точно так же по поручению нашего департамента профильного Министерства просвещения мы подключились к этой работе, и у нас с вами задача, повторюсь, большая, потому что 42 укрупненные группы профессий и специальностей – это много. Высшее образование тоже идет по такому же пути, но у них уже есть рабочая программа, и знаю, что Ассоциация проректоров по воспитательной работе
Это уже разработало методические рекомендации по разработке примерной программы по воспитанию для вузов. Такой документ уже существует. Мы еще пока в стадии разработки. Коллеги, если можно, я вопросы дальше обязательно все посмотрю и отвечу. Хорошо? Пишите, потому что, к сожалению, я потом должна буду уйти. Сразу хочу сказать, вопросы останутся, организаторам направляйте. Я обязательно все, что вы сделаете, пришлете, и обязательно одним большим письмом постараюсь, мы все это рассмотрим, и обязательно вам ответим. Поэтому пишите. Так, если можно, следующий слайд. Значит, это вот то самое поручение об изменении программ СПО, самих программ СПО. Значит, посмотрите, пожалуйста, сейчас у нас с вами новых 2 документа. У нас есть изменение рекомендаций по реализации общеобразовательных дисциплин. У нас с вами рекомендации по практической подготовке. И последнее письмо я здесь специально прикрепила, чтобы вы были в курсе и знали о том, что Институт развития профессионального образования, это наши коллеги под руководством, напомню, Дмитрия Максима Георгиевича, они сейчас разрабатывают примерную программу и актуализируют в ГОСы. И они сейчас организуют работу ФУМО в части основных профессиональных образовательных программ. Но они не занимаются разработкой примерных программ по воспитанию. Поэтому я очень надеюсь, что мы все вместе соберемся, объединим свои усилия, и уже в новом макете примерной программы, основной образовательной программы, появится блок той самой примерной программы по воспитанию, которую мы должны сделать по закону. Пока у нас с вами идет согласование этих позиций, и, безусловно, коллеги, как только появится возможность вынести это на общественное обсуждение, вы, конечно, об этом узнаете. Поэтому предлагаю быть на связи, смотреть, обращайтесь, пишите, спрашивайте. У нас все в очень таком быстром режиме происходит. Я прошу прощения, я вышла за рамки. Я могу закончить, да? Давайте следующий слайд. Угу. Так, коллеги, значит, смотрите, у нас с вами, скажем так, это наше видение, экспертное видение того, что должно быть по документам по воспитанию в профессиональных образовательных организациях. Значит, первый базовый уровень, да, это общегосударственный. Это вот вся та нормативка, которую я перечисляла выше. Далее. Обязательно у нас каждый субъект Российской Федерации уникален. У нас есть свои особенности. Поэтому вот какая-то специфика Республики Коми, на наш взгляд, должна появиться в ваших региональных программах по воспитанию. И нам кажется, что, безусловно, вот эти вещи, они не должны потом переписываться в рабочие программы по воспитанию. Это будет все-таки уровень, скажем так, программы воспитания, наверное, сейчас это уже так и есть, вашей большой программы по воспитанию, которая на образовательную организацию рассчитана. Но мы с вами говорим, что у нас огромное место занимает отраслевая подготовка. Поэтому все, что касается отраслевой специфики, мы подключаем и будем работать с федеральными учебно-методическими объединениями в сфере СПО. И макет примерной программы будет направлен в первую очередь им для того, чтобы, вот, условно говоря, в такой же иерархии в пустые клеточки была включена отраслевая специфика, то есть как видят наши работодатели, какого они хотят видеть выпускника. Далее, коллеги, я очень рекомендую обратить внимание на ваш документ, который называется «Программа развития образовательной организации». И когда-то мы с вами, разбирая их, говорили, что в каждой образовательной организации есть
ключевые ценности. Это то, почему в вашей организации доверяют родители, почему к вам идут дети, почему вам доверяют работодатели. У вас у всех есть наработанный имидж, независимо, условно говоря, от того, как меняются документы, как меняется позиция, но к вам все равно придут, с одной стороны, родители, дети сами могут прийти, да, подчас и такое бывает, и самое главное, работодатели. И вот эти ключевые ценности, это тоже должно быть каким-то образом отражено. И последнее – это рабочие программы по воспитанию. Повторюсь, обсуждается сейчас вопрос, какова будет ее форма. Но она предусматривает календарный план, плюсом второй документ, да, примерный календарный план и просто календарный план, форма аттестации. Общее понимание всех, кто занимается в научном плане вопросами воспитания, общие позиции всех. Безусловно, формы аттестации не будут такие же, как для остальных рабочих программ предусмотрено. То есть, безусловно, это не будет что-то, что сдается, отвечается и так далее. Наше предложение Института ФИРО, в общем-то, направлено на то, что, наверное, имеет смысл собирать некое цифровое портфолио на студента для того, чтобы вот с чем он выходит, помимо диплома, с чем он выходит потом в жизнь. Посмотрим, какие будут формы. В принципе, все, что касается формы аттестации, это отдано на откуп образовательным организациям. Но, коллеги, конечно, мы с вами понимаем, что воспитание – это то направление, наверное, результата ждать очень сложно, ежесекундного там, да, даже за год. Скорее всего, мы будем говорить все-таки об отложенном результате. Поэтому форма аттестации – это, скорее всего, какая-то совокупность чего-либо, которая будет показывать, как ребенок был, как студент был задействован в тех или иных направлениях, мероприятиях. Будьте добры, следующее. Ага, вот мы подошли, собственно говоря, к основному вопросу. Коллеги, опять, это наше экспертное мнение. Конечно, это, по сути, основной слайд для нас с вами. Я всегда рекомендую начинать с приказа о создании рабочей группы по тем или иным вопросам. Почему? Потому что наличие нормативных документов – это и есть, собственно говоря, первый пункт по созданию условий. Да? Далее, что очень важно. Вот мы с вами, если идем по предыдущему слайду и собираем вот эти документы, которые нам нужны для разработки рабочей программы, то, безусловно, кто-то это должен делать, наверняка вы там как-то разделитесь. Дальше мы предполагаем, что рабочая программа не будет большая по объему. Безусловно, она будет какой-то включать в себя инвариант, который будет направлен на все ВГОСы, да, то есть с учетом всех ВГОС. Конечно, мы сделаем вам и предложим готовый макет. Другой вопрос, что тут просто в силу, чисто таких административных вопросов это получается не быстро, поверьте, это не потому, что кто-то не хочет предоставить эти документы. Просто действительно тема очень серьезная, и она вызывает много обсуждений. Что сейчас? Вот что бы я сделала, если бы работала сейчас в образовательной организации? Мне кажется, самое главное – это не бумаги. Мы их с вами подготовим, это мы с вами умеем делать. Мне кажется, важно, чтобы здесь у нас с вами было сейчас понимание, что мы делаем. Первое, да? Вот отсюда, собственно, этот алгоритм. Первое, мы работаем с документами, мы смотрим. Второе. Все-таки, коллеги, мы занимаемся воспитанием все время. Я не знаю, как вы, но я застала обучение в Советском Союзе, да, и у нас воспитание было второй целью на уроках. Всегда нас так учили, и никогда от этого никуда не уходило. А сейчас, тем не менее, государство ставит вопрос. Поэтому, конечно,
вопрос ставится так, чтобы мы учебный процесс использовали по максимуму, потенциал учебного процесса в воспитании. Это означает, что за это время мы должны поработать с коллективами наших преподавателей, мастеров производственного обучения, всех, кто так или иначе связан, а с воспитанием связаны любой педагогический работник, да? Чтобы мы с вами подумали, собственно, как действительно, каким образом. Понимаете, мы меньше всего думаем, что рабочие программы по воспитанию – это мероприятие. Нет. Скорее разговор о том, как на каждом занятии сделать так, чтобы ваш любимый предмет, ты же все предметы, да, мы же всегда их с большой любовью делимся своими знаниями с детьми. Вот как сделать так, чтобы этот предмет нес в себе очень большой воспитательный эффект. И это надо продумать с каждым работником, с каждым. С ним надо проговорить, с педагогическим работником. Его надо к этому подготовить. Может быть, есть мастера производственного обучения, особенно, которые, скажем так, далеки от этих вещей. Значит, надо с ними как раз вот отдельно позаниматься, поорганизовать эту работу. И, конечно, если нужно повышение квалификации, конечно, это нужно сделать. И, на мой взгляд, следующий большой пункт, коллеги, внедрение программ воспитания потребует внесения в локальную базу нормативную профессионально-образовательной организации. И это как раз те самые основные направления, которые будут потом подвержены надзорным органам проверки. Вот, поэтому время, пока мы пишем макет примерной программы и календарного плана, пожалуйста, не думайте, что у вас сейчас свободное время, отнюдь. Я как раз вот думаю, что у вас сейчас очень горячее время для того, чтобы все это подвести к такому моменту, что когда появится макет рабочей программы, вы могли очень быстро вписаться в эту работу, и в зависимости от того, как она будет предложена, чтобы вы очень быстро смогли уже к 1 июля быть готовыми. Мы от себя, очень надеемся, что в июне мы достигнем общих договоренностей. Будьте добры, следующий слайд. Коллеги, это информация про наш центр. Здесь все ссылочки. Обратите внимание, у нас есть отдельный раздел на сайте ФИРО «Воспитание» в СПО. Сразу хочу сказать, он не так быстро обновляем, как хотелось бы, просто в силу специфики. Но я внизу оставляю чат. Этот чат появился 30 марта 2020 года, в начале пандемии, как раз это личный чат, это мой телефон, для руководителей образовательных организаций. И там как раз я успеваю публиковать всю нормативку, последние документы, которые интересны. И, конечно, первое, что будет, безусловно, появится в этом чате. Но как только у нас будет понимание последней версии макета примерной программы и примерного календарного плана, мы обязательно сделаем обсуждение. Следите за нашей информацией, мы будем проводить вебинары и все, безусловно, объяснять и рассказывать так, чтобы было максимально доступно и хорошо. Коллеги, простите, у вас столько времени отняла, но очень надеюсь, что, может быть, этот разговор был не зря. Спасибо. Я закончила свое выступление. Светлана Анатольевна, мы вам очень благодарны за такое профессиональное, развернутое выступление. Действительно, сегодня вы не только обозначили конкретные действия, которые должны быть уже совершены на уровне каждой организации, но еще и стратегически нас настроили на возможность профессионального общения и выхода с вами именно на вот это экспертное сообщество, которое сегодня так важно с точки зрения именно понимания нами задачи, как их решать, это самое главное.
Поэтому спасибо за конкретные алгоритмы, каким образом сегодня на уровне каждой организации должна сработать именно управленческая команда. Очень хорошо, что вы говорили о том, что в центре нашего внимания, конечно, наши студенты, наши обучающиеся, и поэтому все, что мы сегодня рассматриваем, это не только документ, который будет создан, а это именно изменение подходов именно к процессу воспитания и в дальнейшем к процедуре итоговой аттестации, которая действительно позволяет нам понять, а на каком уровне в настоящее время будет находиться благодаря нашим событиям именно наш студент с точки зрения его социальной активности, гражданской позиции. Поэтому спасибо за действительно профессионально понятное выступление, которое станет основанием для наших руководителей, для нашего института как координатора разработки и внедрения программ воспитания. Благодарим вас. Спасибо большое. Надеемся на продолжение профессионального взаимодействия. Спасибо огромное, коллеги, удачи в работе вашего мероприятия, молодцы, мы всегда на связи, вопросы жду. Да, спасибо большое. Коллеги, у нас есть возможность задавать вопросы в чате. Я вижу слова уже благодарности в адрес Ланы Анатольевны. Конечно, это очень важно. Коллеги, у нас есть возможность, где у нас обозначены вопросы. Вопросы тоже представить, и мы с Ланой Анатольевной при необходимости уже сегодня-завтра их передадим, если они сегодня появятся или завтра. И далее, получив ответы, обязательно, коллеги, готовы обсуждать. Но я думаю, что сегодня профессиональные наши намерения, они действительно сегодня уже воплотились именно в реальные действия. Поэтому, коллеги, я очень надеюсь, что это первое выступление стратегическое, с одной стороны, и в то же время оно оказалось для нас очень логичным с точки зрения тактики нашей работы. Оно стало важным и для вашего понимания, что мы работаем в едином профессиональном пространстве, что очень важно, каким образом сегодня на уровне организации именно управленческая команда выстроит работу. Ну и, конечно, очень важно, что мы должны сегодня выстроить работу. Это наша уже теперь тоже задача по дальнейшему профессиональному сопровождению управленческих команд организации среднего профессионального образования. Светлана Анатольевна, спасибо вам за многозадачность, которую вы обозначили. Я думаю, что у нас все получится. Коллеги, мы продолжаем, и я очень рада, что сегодня вместе с нами будет работать Владислав Викторович Истомин, представитель Первоуральского металлургического колледжа, руководитель образовательного проекта «Время взрослеть», педагог-психолог. Мы просим вас включиться. Владислав Викторович, вас приветствует Республика Коми. Спасибо, что нашли возможность поработать с нашими командами. Да. Пожалуйста. Там у меня, хорошо ли меня слышно, напишите, потому что у меня как-то вот проблемы со звуком. Хорошо слышно. Хорошо, Владислав да? Викторович, хорошо. Вот самое главное. Видно вас, видно вашу аудиторию, поэтому, коллеги, да, передаем вам слово, начинаем работать. Все, спасибо, коллеги. Спасибо, это потому что сегодня второе выступление, сегодня еще был в Томске, на международном Томский государственный олимпиадный университет. И тоже такая же проблема на другой платформе, что вроде меня слышно, а я сам слышу коллег с какими-то затруднениями. Поэтому волнение, тревоги, когда вот в онлайн режиме работаешь, связано чаще всего с техническими возможностями нашими. Я очень рад, что меня пригласил Институт развития образования Республики Коми. Семинар. Я постараюсь быть максимально динамичным, чтобы было интересно, чтобы внимание не падало. Понятно, что когда 97 человек, вот было только что 99, кто-то пошел, видимо, воды попить, это большая аудитория, и аудитория значимая для меня, потому что я тоже в сфере СПО, и поэтому даже несмотря на то, что на разных территориях, но мы занимаемся в одной сфере, работаем,
и вас вовлечь, потому что организаторы предоставили достаточно большое время, полчаса, полчаса уже немножко перебрали, и поэтому постараюсь быть максимально динамичным. Значит, уважаемые коллеги, конечно, нормативные документы – это очень важная история, и все администраторы, я так понимаю, что больше здесь администраторов, заместителей, ну, я думаю, что не только заместители, наверное, есть и другие специалисты по воспитательной работе. Понятно, что и получаю от ФИРО, я думаю, что сегодняшняя встреча, в том числе благодаря Светлане Анатольевне, произошла. Вот, поэтому, конечно, нам важно, как специалистам воспитательной работы понимать, да, что мы хотим сделать. Да, мы же не только хотим творить нормативные требования, да, написать программы, звук фонит, ну, я тут со звуком ничего не сделал у себя. Вот. Ну и, наверное, как все-таки помочь нашим обучающимся стать более мудрыми, более профессионально развитыми, взрослыми, зрелыми, успешными и так далее. Вот на ваш взгляд, давайте все-таки что-то сделаем, только максимально это попробуем быстро сделать. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Развитых качеств или там способностей нам важно в чем мы можем помогать, в чем мы, наверное, имеет смысл, важно помогать нашим, для того, чтобы они успешно становились более личностно развитыми, ну, выпускника ФГОС. Ну, здесь имеется в виду модель выпускника ФГОС общеобразовательная, но по сути смысл тут не теряется и для коллеги, и для нас, коллеги, да, для СПО. Напишите, пожалуйста, в чате, вот какие личностные качества нам важно развивать у наших обучающихся, что необходимо нашим обучающимся в современной ситуации для того, чтобы они были успешны в профессиональном становлении, самоопределении, умение выстраивать коммуникацию. Вижу, коллеги из Института развития, социальная компетенция, да, в широком смысле, и выстраивать, и решать коллеги студии. Спасибо, коллеги из студии. И решать конфликты, и работать в команде, и социальная компетентность. В принципе, активность, да, инициативность, про адаптация, есть такой термин Александра Григорьевича Смолова, который, ну, может звучит, но очень интересная там у него позиция по этому вопросу. Конечно, нашим студентам очень часто не хватает вот этой вот активности, слишком часто мы сталкиваемся с пассивностью в плане балансности, и в плане участия в каких-то и в доп. Образовании, да, вот сейчас я прямо это чувствую. Трудолюбие и терпение, да, но некая такая устойчивость, некое умение выстоять в каких-то, необходимо приложить терпение, да, ну, при написании, не знаю, тех же курсовых там и так далее. Так, что еще? Какие еще вот, ну, ключевые качества нам важны у наших обучающихся, кроме социальной активности, трудолюбия? Ответственность, конечно, коллеги из студии, самое главное, далее ответственность и, наверное, если мы хотим, чтобы они были в плане, ну, например, употребления психоактивных веществ и там в плане совершения деструктивных форм поведения очень широкого спектра, да, в том числе и суицидальных рисков, потом ответственное отношение, ну, естественно, да, социализироваться в обществе, социальная компетентность, да, распределение времени и сил, реалистичность, да, вот важное качество, потому что они фантазируют, что там за одну ночь все выучить, например, да, и вот это вот грамотное распределение времени и сил, это по поводу, в том числе и по отношению к себе.
Ну, наверное, давайте не будем резину, да, кота за хвост. Вот те качества, которые я считаю, что очень важны. Здесь то, что самостоятельность, независимость, да, тоже такие ключевые вещи, которые нам важны как специалистам воспитательного в плане профилактической работы. Да. Естественно, что ведомость, зависимость – это все то, от чего мы не должны, а важно нам уберегать, и чтобы этого было меньше. Это когда человек выходит за пределы, ну, там, зоны комфорта, да, что-то делать больше, чем он может на сегодняшний день и так далее. И важное качество, чувство, безусловно, собственной ценности и нужности. К сожалению, по моим ощущениям и по моему профессиональному опыту, есть такое ощущение, что этого становится все больше в дефиците. Это дефицитная вещь, чувство безусловной собственной ценности не только у наших студентов, но и у многих взрослых людей. Вот. Важное качество заботы о себе, да, умение, потому что, ну, если мы хотим, чтобы наши умели заботиться о других, важно, чтобы они заботились о себе. Естественно, что у этих качеств есть противоположные, да, которые препятствуют успешному развитию. Ну, понятно, что это безответственность, зависимость, ну, то, что вы видите на экране. Ценность, такое качество, как виртуальный аутизм. Ну, я думаю, понятно, о чем идет речь. Студенты и школьники очень часто уходят в мир виртуала, да, мы их видим напередящими в телефонах. Это, наверное, не есть прямо сразу плохо, да, что важно, что они там делают. Пассивность отсутствие цели, ну, примитивные защитные механизмы, понятно о том, что если человек примитивно защищается, ну, психика его защищает, да, примитивно, вытеснение, отрицание. Я не буду сильно психологизировать нашу сегодняшнюю информацию, но тем не менее, думаю, что любому специалисту воспитательной работы, наверное, все-таки, даже если он не психолог там, по своему социальному статусу там, или образованию, важно понимать, что психологические причины очень сильно влияют на то, что происходит с нашими студентами. Беспомощность, понятно, что это такие вот, естественно, что будут разные жизненные стратегии в соответствии с этими серыми качествами, да, то есть стратегия «я хозяин», когда человек способен справляться с тем, принимать на себя ответственность, и стратегия «я жертва». Да. Ну, здесь приведены еще критерии, мнению Анцифера, очень известный наш отечественный психолог, этим пользуется. Но это уже не так все. Которые, думаю, что всем знакомы. Вот. Важный момент какой, да, вот мы, если наблюдаем за своей речью наших коллег, очень часто услышим, что мы что-то делаем с нашими обучающимися, мы их воспитываем, направляем, да, вот аттестация, форма аттестации воспитательной работы, развиваем и так далее. Но на самом деле, ну, если субъектный подход, да, когда мы воспринимаем наших обучающихся как активных, имеющих ценности, свои потребности, чувства людей, да, понятно, что мы ничего с ними не делаем, мы им только помогаем наставляться, развиваться и так далее. То есть вот этот момент является, на мой взгляд, очень важным, по сути, ключевым, то, что мы делаем. Потому что если мы относимся к нему как к объекту, да, который там, ну, как некому цвету, что угодно можно еще представить, да, как некому объекту, с которым мы как-то манипулируем. Возникает ключевой вопрос, что мы как педагоги, ну не только как педагоги, но и как родители, потому что проект он такой универсальный в плане целевых групп, то есть здесь могут участвовать и брать к участию работы со всеми субъектами образования. Вот что мы можем как педагоги делать? Можем помогать нашим обучающимся развивать вот эти вот взрослые ресурсные качества зрелой личности, психологическую зрелость. Тоже хочу вам задать вопрос, коллеги, если есть какие-то идеи, я буду, если вы поделитесь. Вот, потому что, ну, конечно, еще раз, да, это мероприятие воспитательное, когда мы какие-то
осуществляем воспитательные интервенции, да, важно понять, делаем и насколько это эффективно. Потому что можно провести много мероприятий, но важен не только только фотография с мероприятия, но и важен результат, да, что они нам в результате все, потому что любая воспитательная программа имеет, наверное, целью получения какого-то конкретного высокого результата. Ну, вот одним из способов, который может нам помоделировать ситуацию воспитательного характера, я так понимаю, и какие ситуативный подход воспитательного. Она является воспитательной ситуацией, да, в любое наше воздействие, мнение, отношения имеют воспитательный, могут иметь воспитательный эффект как с минусом. Значит, что нам может помочь? Нам может известно помочь модель, известная модель личности, родитель, взрослый ребенок. Да, это транзактный анализ, Берн, современные имитации этой модели, в том числе и наши отечественные, Макаров, ведущий психотерапевт, ну, председатель Общероссийской психотерапевтической лиги, тщательные книги на этот счет, но тоже мы туда не будем углубляться. Очень коротко, коллеги, в чем смысл модели? Да? В том, что в каждый момент жизни, исключая там сон и измененное состояние сознания, мы находимся в одном из трех состояний: родительское, взрослое и детское, независимо от нашего возраста, социальных ролей, профессиональных ролей. Вот. И, соответственно, мы из этих состояний, из этих позиций общаемся, взаимодействуем, выстраиваем. Наш внутренний родитель может быть разным. Он может быть ласковым, любящим, ну, вот этот позитивный, дающий, то мягкие поглаживания, физические поглаживания, психологические, эмоциональные, да, и так далее. Наш родитель другим. Он бывает жестким, критикующим, карающим, манипулирующим. И если мы так уж по-честному посмотрим на как работают наши педагоги, и в том числе мы сами, как администраторы или как психологи, как специалисты, сотрудники воспитательных отделов, воспитательных структур колледжей и техникумов, то мы увидим, что достаточно часто критикующего родителя манипулируем, ну, в большей или меньшей степени и так далее. Личность, она не делится ни на позитивную, ни негативную, она едина, да, это ответственность, автономность. Ну, если вы внимательно на слайд и читаете качество взрослой части нашей личности, то понятно, что они соотносятся с тем слайдом, да, да. Структуру, актуализировать ее, чтобы наши обучающиеся студенты росли и именно взращивали, развивали вот эту взрослую часть, где есть те качества. Наш внутренний ребенок, наша детская часть, независимо от нашего возраста, она присутствует в степени, так или иначе она проявляется, она тоже бывает, как и родитель, позитивная, где есть спонтанность, творчество, позитивные эмоции, любопытство, радость, удовольствие, удовлетворение. Ну вот то, когда из нас, то есть это вот такая ресурсная наша детская часть. И есть наш внутренний ребенок такой негатив, да, вы видите, безответственность, инфантильность, зависимость, детские чувства, как вина, стыд. Вот вина, конечно, мы как воспитатели, ну, можно с этим встретиться, мы пытаемся чувство вины, актуализировать чувство вины у наших обучающихся, да, не всегда это, даже не то, что не всегда, это неэффективно, а наоборот, потому что если мы находимся в чувстве вины, то мы потому что человек, который испытывает чувство вины, он сразу актуализирует негативную самоостановку по отношению к себе: я плохой, ну или я какой-то не такой и так далее. Вот поэтому вина на детском уровне, негативном вот этом уровне, то на взрослом уровне это будет ответственность. Но нам важно, чтобы наши студенты чувствовали себя не виноватыми, да,
жизни. Происходит. Отношения устойчивые, это когда взаимодействие параллельно, взрослые-взрослые отношения, это отношения между коллегами, отношения партнерские, на равных и так далее. Понятно, что я не говорю, что надо на равных студентами, там, не знаю, в плане панибратства там какого-то, естественно, конечно, но что такое взрослые отношения, мы сейчас к этому придем. Один из взаимодействующих партнеров в отношениях находится, естественно, что он обращается к ребенку. Свое состояние. Текущего родителя можно говорить много, презентация будет в доступе. Вот. Я могу скинуть, в принципе, в формате PowerPoint, где есть анимация, более она такая в плане работы, но это в блочном режиме, она больше подходит. Манипуляция, естественно, это понятно, какая позиция, какое состояние, это, естественно, критикующий или карающий. Ну, ситуации, как педагоги могут доводить, находясь в состоянии родителя, до таких очень трагичных ситуаций, да, в том числе и суицидов. Вот. Это не какая-то фантастика, и примеров этому не масса, но они, к сожалению, присутствуют. Здесь я хочу сделать акцент, да, еще раз, что находясь в карающем, критикующем родителей, мы обесцениваем, не стремимся, а актуализируем вот это вот обесценивающее в негативном, в раненом ребенке, которого у наших студентов достаточно много. Обесцененность, что я плохой, я не любим, я не нужен, чувство унижения, брошенность. Ну, это, конечно, такие серьезные вещи, но они, к сожалению, достаточно часто встречаются. И, наконец, что взрослый, я уже про это говорил, это уважение к личности партнера, признание уникальности, принятие, эмоциональная ценность, без манипулирования, разделяем ответственность и даже, то есть это взаимодействие в физическом, когда вот мы с вами приглашаем наших студентов на советы по профилактике, там, на подобные советы, их там пытаемся как-то, чтобы они стали вести себя по-другому, к учебе друг по другу, как-то не хулиганили и так далее. Помните, как мы выстраиваем такие советы, да, обычно многие сидят, студенты стоят, оправдываются, то есть даже в физическом плане там равное положение или отношения мы не так часто, на самом деле важно. То есть самое главное в проекте это то, что мы можем помогать развивать нашим обучающим взрослые качества личности, зрелые вот эти вот ресурсные качества, если мы находимся с ними в позиции взрослых. Многих родителей, когда мы об этом с ними говорим в консультациях или в групповых занятиях, для них это является таким, необходимым, как же так, это же мой ребенок, я его родитель.
Но понятно, что детско-родительские отношения, они ведут к тому, что наш студент застревает в своем ребенке без ответственности, зависимости, несамостоятельности, в нересурсности. Есть инструменты, которые нам могут помогать в взрослую позицию, взрослое состояние. Это то, что видите на экране, я сообщение, я высказывание, да, то есть я думаю, что все вещи, которые вы видите на экране, они вам очень хорошо знакомы. Безусловно, принимаем независимо от того, что натворил наш студент, мы верим в его позитивную сущность, если хотите, да, и обращаемся именно к ней, этим позитивным ресурсным сторонам личности, которые иногда человек теряет с ними контакт, выходят там, допустим, из тени какие-то такие негативные стороны. Здесь слова Макаренко о том, что наше поведение – главное воспитание. Рапорт, я думаю, что присоединение это понятно, да, то есть нам важно любым специалистам, чтобы нам доверяли, да, потому что если нет, наша работа будет малоэффективна. Естественно, что отношения, которые мы выстраиваем, они не только класс, не только студенческая группа, и в классе, и в колледже, и на самом деле в обществе в целом. Светлана Анатольевна говорила по поводу важности со стороны работодателей, чтобы наши студенты соответствовали корпоративной культуре. Я думаю, что в настоящее время большая часть корпоративной культуры стремится к взрослым отношениям, потому что детские родители, они очень малоэффективны не только в нашей сфере, да, воспитательной работе, но и в сфере отношений. Вот буквально недавно я проводил тренинг для работников крупного у нас в Свердловской области. И тоже, да, люди, которые работают с людьми, торговые агенты, представители и управленцы, часто им не хватает именно взрослых умения выстраивать это отношения, стремления к этим отношениям. И я думаю, что наши студенты тоже уметь выстраивать такие отношения не только с родителями, не только с нами, с педагогами, но и с будущими работодателями на работе. Потенции конфликта, конечно, тоже понятно, что будут разные, не буду на этом сильно. Взрослая поддержка, конечно, отличается от родительской. Родители поддерживают, конечно, может оказывать эффективную поддержку, но это больше в кризисном состоянии, когда важно, приобнять психологически, да, чтобы человек мог опереться, но да, чтобы он опирался прежде всего на самого себя. По поводу выражения взрослого тоже есть от родительских вариантов. Это можно отрабатывать с педагогами. То есть я думаю, что если психологи, заместители по воспитательной работе, я думаю, что можно выстроить такую работу. Можно это в группе, можно эти семинары какие-то проводить, практикоориентированные. В нашем колледже я это делаю, поэтому нам в этом плане может быть и проще. Но эта работа важна, потому что, еще раз, к сожалению, педагогов не так часто проявляют, мягко говоря, не так часто проявляют взрослую позицию, взрослые с нашими студентами. Понятно, что мы не только говорим, но большую часть передаем через невербальный канал. Я думаю, что это все понятно. Про взрослое время тоже это можно почитать. Притча про бабочку в руках тоже всем известная, что про ответственность, про позицию, взрослое состояние, это прежде всего состояние выбора, решений. Поэтому, когда я работаю с сейчас уже начинается, по сути, так, еще не формально, да, начинается, день открытых дверей мы проводили, приходили с подростками, со своими абитуриентами. И здесь, конечно, важно, чтобы абитуриент самостоятельно принимал решение о выборе профессиональной дальнейшей учебной ситуации. И если образование в наибольшей степени соответствует субъект-субъектному подходу, взрослым-взрослому отношению, это тоже все известные вещи, потом можете посмотреть. Можно тут какие-то классификации, уровни взаимодействия, что деловое общение и духовное общение, это именно уровень взрослого отношения, манипулятивный уровень, рефлексивная игра, это больше детско-родительский. Это не самое такое в этой модели, да, это уже больше модели уроков отличаться, какие-то больше соответствуют детско-родительским моделям, больше есть, которые соответствуют взрослый уровень взаимодействия.
Ну и самый такой, один из важных поводов того, почему многие педагоги застревают в этом критикующем родителей здесь, и то, что это основа отношений каждого из нас, и то, что в большинстве все-таки педагоги у нас, женщины в основном педагоги в любой сфере, в школе, в колледже. Двигаемся дальше, уже заканчиваю. Важно помнить, что не только интернет является таким фактором каких-то негативных проявлений наших обучающихся, наших студентов, но и социальные условия и факторы тоже они есть, они живут в обществе, они не изолированы, да, от тех каких-то негативных явлений у нас в последнее время не уменьшаются, ну, я считаю, что увеличиваются, да, это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся все в любых, на самом деле, территориях, и Свердловской области, ваша территория, я думаю, что проблемы-то у всех одинаковые. У нас есть на что мы, как педагоги, можем опираться, это прежде всего на рефлексию, на осознание. По этому поводу маленькая история. Идет мудрец по дороге, впереди крепостная стена, ворота, стоит страж. Мудрец к нему подходит, стражник ему задает вопросы. Кто ты, куда и зачем? Мудрец удивился и в ответ тоже его спрашивает стражника. А сколько тебе платишь, что ты здесь стоишь и каждый укажешь эти 3 вопроса, кто ты, куда и зачем? Не только ради материальных ценностей, но и ради каких-то ценностей. И если мы понимаем свою миссию, то понятно, что у нас меньше рисков выгорания профессиональные, больше у нас энергии, больше мы имеем какой-то стрессоустойчивость в разных ситуациях. Поэтому, конечно, наша рефлексия очень такая мощный инструмент для поддержания нашего взрослого состояния, взрослого. Ну и все остальное, думаю, что обращаться за помощью к специалистам, к сожалению, наши педагоги и родители в том числе, да, на самом деле не так часто обращаются за помощью, да, понятно, что связано с нашей культурой, с нашей ментальностью и с нашим уровнем, можно, наверное, так сказать. Идеи проекта перекликаются, конечно, с гуманной. Понятно, что авторитарная педагогика – это педагогика критикующего родителя негативного ребенка, да, гуманная педагогика – это педагогика сотрудничества, сотворчества, общности, ценностного отношения к человеку. Понятно, что здесь можно найти прямые параллели. Можно и в физиологии, параллели в анатомии. Рептильный ум – это «борись, беги, замри», это негативный ребенок, неокортекс, сознание, взрослое состояние, взрослая позиция. Ну, это, конечно, так сильно в это вдаваться. Есть теории, которые тоже перекликаются с этим подходом. Можно, ну, они, по сути, говорят о том же самом, о чем я говорю. Проектом я занимаюсь достаточно давно, начал заниматься им еще раньше, когда обучал взрослых в банковской сфере. Мы обучали развитию взрослых отношений с клиентом. Наверное, оттуда пошло мое увлечение этими. Я их вижу, насколько они полезны, эффективны. На самом деле не только в образовании, они эффективны и в консультировании, в семейной сфере, да, потому что большая часть супружеских отношений, семейных отношений, к сожалению, чаще с родительскому сценарию, а не по взрослому сценарию, естественно, возникает много проблем. Поэтому универсален, он может применяться к любым темам нашего образования, это профориентация, то есть там, где важно помогать нашим клиентам, обучающимся студентам развивать взрослую структуру, да, вот эту ресурсную структуру, где есть ответственность, реалистичность и так далее, как говорили, то это все применимо. Поэтому цели у проекта на самом деле они общие.
глобальные, можно сказать, но они на самом деле достижимы, и об этом помним и стараемся это использовать в своей работе. Вот, проект поддержан не только на уровне Свердловской области, я получаю поддержку и на уровне таких вот коллег. Я активно общаюсь с Ириной Владимировной Дубровиной, это по сути основатель школьной психологии, да, профессор, там, академик РАН и так далее. Ну и многие другие коллеги с высокими степенями докторов и так далее, они откликаются на какие-то вопросы, на предложения и поддерживают те идеи, о которых я говорю. Есть, конечно, риски, это распределение педагогов. Я помню, что еще в 2014 году, наверное, проводил первые семинары в Новоуральске, здесь в Свердловской области, с классными руководителями. Помню, мероприятия. Спасибо, уважаемые, за ваше внимание. Я положился 30 минут, как обещал, даже не смотрел на время, честно говоря. Хотя, если есть вопросы, буду рад вашим вопросам, вашему вниманию, презентации, буду рад сотрудничеству и взаимодействию по теме сегодняшней встречи. Викторович, да, добрый день еще раз. Очень приятно было узнать новое. Сейчас, секундочку, коллеги, какие-то шумы параллельно. Давайте мы также договоримся, если Владислав Викторович не против, то мы у коллег сегодня также соберем вопросы после нашей встречи, также вам их направим, а потом всем участникам встречи разошлем ваши ответы, если вы будете не против. Владислав Викторович, я так понимаю, не против вы, да? Или даже, может быть, там какой-то критикующий, да, это тоже полезная связь, и я буду рад. Спасибо. Хорошо. Какие-то опять сбои, перебои, но тем не менее Владислав Викторович действительно затронул достаточно серьезные темы и важные темы в процессе воспитания, как выстраивать коммуникацию. Очень приятно было, что у коллеги тут вместе со мной присутствуют коллеги из нашего Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Мы также включались в обсуждение, в ответы на вопросы спикеру. Надеемся на продолжение сотрудничества. А сейчас мы с вами переходим от федеральной практики, от наших с вами партнеров, переходим к практике уже республиканской непосредственно. И сейчас мы передаем слово нашему Воркутинскому педагогическому колледжу. Анастасия Васильевна, подключайтесь, пожалуйста. У нас регламент, да, соблюден. Анастасия Васильевна, мы вас пробовали, подключались. Да, замечательно. Анастасия Васильевна у нас кандидат педагогических наук, преподаватель Воркутинского педагогического колледжа, расскажет о том, да. Анастасия Васильевна, мы вас слышим. Слышно? Да, замечательно. Добрый день, уважаемые коллеги. Вас приветствует Воркутинский педагогический колледж. Как сказали в своих выступлениях Галина Владимировна и Светлана Анатольевна, начиная с 2019 года на государственном уровне предприняты серьезные шаги, направленные на усиление системного подхода к процессу воспитания. С 2020 года реализуются уже законодательные нормативные документы, призванные упорядочить воспитательную деятельность во всех образовательных организациях.
Но и перед нами, организациями среднего профессионального образования, стоит задача не позднее 1 сентября 2021 года все образовательные программы привести в соответствие с положениями федерального закона, в обязательном порядке включить в структуру программы подготовки специалистов среднего звена, программу профессионального обучения, рабочую программу воспитания. Хотелось бы сказать, что для Воркутинского педагогического колледжа данные изменения, они позволили укрепить позицию в отношении значимости профессионального воспитания будущих педагогов, которые должны обладать духовно-нравственными ценностями и являться носителями исторических и национально-культурных традиций. На наш взгляд, реализация программы профессионального воспитания как части программы подготовки специалистов среднего звена является одной из приоритетных задач профессиональной подготовки будущих педагогов. Что же послужило основанием для изменений и что еще предстоит сделать коллективу педагогического колледжа, мы сейчас с вами и рассмотрим. Итак, для начала хотим обратить ваше внимание на структуру, известную вам структуру программы воспитания. Данная структура имеет типовой характер и включает в себя компоненты, которые вы видите на слайде. Безусловно, содержание программы разработано с учетом профессиональной направленности и требований государственной политики в области образования. Данный шаблон, он носил такой рекомендательный характер для всех учреждений профессионального образования Республики Коми. Следует также отметить, что обновление нашей программы воспитания началось за год до внесения изменений в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации и нормативные документы, которые регламентировали образовательную деятельность в СПО. То есть мы несколько готовы, да, на шаг немножко готовы к тем изменениям, которые уже случились. Эти обновления были связаны с реализацией идей национального проекта образования. В 2019 году Коми Республиканский институт развития образования дал ориентир профессиональным образовательным организациям в части применения актуальных подходов к содержанию и технологиям профессионального воспитания. Кроме того, мониторинг программ воспитания, проведенный Департаментом государственной политики в сфере образования, позволил нам обратить внимание на общие недостатки программ профессионального воспитания учреждений Республики Коми. В начале 2020 года программа профессионального воспитания студентов колледжа стала частью новой программы развития нашей профессиональной образовательной организации на 2020-2025 год. И одним из основополагающих проектов новой стратегии развития колледжа является программа профессионального воспитания студентов. Обновление программы профессионального воспитания осуществлялось рабочей группой, утвержденной приказом директора колледжа. В ходе работы были проведены заседания учебно-методического совета, научно-практические семинары и консультации. И итогом данной работы стали следующие изменения программы профессионального воспитания. Слушая выступление Светланы Анатольевны, настораживаясь, но в то же время понимая, что мы шли по правильному пути, и давайте посмотрим, что же происходило. Внесены изменения в концептуальные цели и задачи профессионального воспитания в соответствии с национальным проектом образования и входящих в него региональных проектов. Было полностью проанализированы все региональные проекты, выделены ведущие мероприятия, которые послужили основанием для корректировки обновлений целей, задач программы профессионального воспитания и иллюстрировать дальше работу в отношении обновлений я постараюсь на примере одного проекта, потому что так можно показать систему работы. То есть, например, вот в программе «Движение вверх» с учетом целевых установок были разработаны, целевые установки программы проекта «Движение вверх» были разработаны на основе проекта «Молодые профессионалы», то есть он был взят за основу. Следующее обновление, то есть особенностью нашей программы является то, что
Общие компетенции, предусмотренные в ГОС реализуемых специальностей, представлены в виде ожидаемых результатов воспитательной работы. Кстати, это был один из недостатков, который был выявлен общим программам профессионального воспитания Республики Коми в 2019 году к РИРО, что недостаточно конкретизированы общие компетенции. Вот пример вам из дорожной карты представлен на слайде. Каким образом, да, то есть они не повторяют стандарт, то есть описывают, но мы понимаем, что эти компетенции формируются в процессе данных мероприятий, дорожных карт. То есть, например, вот участие студентов в конкурсе профессионального мастерства, студент года, чемпионат WorldSkills, да, то есть компетенции, связанные с осознанием значимости профессии, связанные с умением работать в команде, взаимодействовать с руководством, социальными партнерами и так далее. То есть целенаправленно определяем процесс формирования общих компетенций. Также внесены изменения полностью в нормативные основания для разработки программы, полностью обновлены нормативные документы федерального и регионального уровня. Как всей программы и так части подпроектов, которые вы ранее увидели на слайде, то есть полностью обновлены основания для проекта. Но помимо всего того, что вы видите, будут еще обновлены, потому что документы постоянно, да, вносят свои изменения, и мы, безусловно, их включим уже в следующий вариант программы профессионального воспитания. При разработке содержания программы был введен в работу принципы и механизмы проектного управления, предусмотрен системный подход в организации воспитательного процесса. Это видно также на примере всей модели профессионального воспитания, взаимодействия всех участников образовательного процесса, но в данном случае работы и педагогического коллектива по реализации проектов. Мало того, в содержании проектов мы можем увидеть организацию внеурочной деятельности по предметам, что является составной частью профессионального воспитания. Далее обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что структура программы в целом, вот многие учреждения видят, что она не изменилась, потому что нет примерной программы. Ждем примерную программу, будем менять структуру. Но за исключением дополнения к программе, это календарного плана на учебный год, который конкретизирует реализацию намеченных мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. Безусловно, это не образец, а это пример нашей работы коллектива, видения, и, возможно, он также будет изменен в процессе подготовки уже существенных изменений, которые придут к нам в скором времени. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что были конкретизированы организационные механизмы реализации проектов, каждого проекта программы воспитания. Вам представлен фрагмент дорожной карты, где были внесены изменения в перечень мероприятий. Основанием являлась инвариантная часть, то есть неизменная, которая определена стандартами, которая определена проектами национального проекта образования, региональными проектами. Это связано с реализацией региональных проектов «Социальная активность», «Молодые профессионалы», «Социальные лифты для каждого», «Успех каждого ребенка». Также обращаю ваше внимание, опять же, на проект «Движение вверх». Вы видите, что здесь уже наблюдается реализация модели наставничества в различных формах, да, и работодатель-студент, и студент-студент. При этом мы не выделяем сейчас отдельно для примера форму наставничества как преподаватель-студент, потому что она является традиционной. Но в программе воспитания нашей больший акцент сделан, конечно, на такие модели взаимодействия, как студент-студент, работодатель-студент. И вот эти обязательные мероприятия мы видим, это, опять же, участие в чемпионатах, конкурсах профессионального мастерства, билет в будущее как подготовка, ранняя профориентация обучающихся школ и участие студентов в проекте «Профстажировка». То есть эти мероприятия и также и в других проектах программы профвоспитания, первое, что были заполнены дорожные карты, это как раз вот этими мероприятиями региональных проектов.
Далее посмотрим, это включение приоритетных мероприятий, которые отражают специфику специальности сферы человек-человек с учетом возможностей социально-культурной среды, имеющихся у нас кадровых и материальных ресурсов. При этом бы хотелось обратить внимание, что мы не ставили перед собой задачу включить как можно больше мероприятий. Наша задача состоит в том, чтобы выделить наиболее результативные в отношении воспитательного процесса мероприятия, которые позволили бы сохранить активность и интерес студентов к участию в воспитательном процессе и направить особое внимание на качество организуемых воспитательных дел. И преимуществом нашей образовательной организации в том, что у нас 100% участие студентов в системе воспитательной работы. Примером работы, опять же, по планированию профессиональной карьеры студентов является проект «Движение вверх». В рамках таких мероприятий, как «Моя профессия, мое призвание», это встреча с социальными партнерами, профсоюзными лидерами, победителями конкурса профессионального мастерства, успешными выпускниками, где выпускники, представители профессии делятся своими этапами развития профессиональной карьеры. Тут же у нас традиционное большое мероприятие «Студент года», конкурс профессионального мастерства. Отдельно выделяем мы работу классных руководителей по формированию профессионального сознания студентов и профессиональной мотивации выбранного пути. Следующее, на что хотелось обратить внимание, какие еще были обновления, это программа воспитания, профессионального воспитания разработана не просто с перечнем мероприятий воспитательных, но и представляет собой систему организационно-методического сопровождения педагогических работников. Мы включили в программу во все проекты программы, курсы повышения квалификации, обучающие семинары для классных руководителей, педагогов, родителей по актуальным проблемам воспитания студентов. Так, например, мы видим с вами в отношении подготовки наставников, обучения наставников, принимая участие в программе наставничества, также повышение квалификации преподавателей в области финансовой грамотности и предпринимательской деятельности, проведение родительских собраний по отдельным вопросам воспитания, также участие в учебно-методических сборах, это волонтеры Победы, и участие преподавателей в курсах повышения квалификации экологической направленности. Мы постарались проиллюстрировать часть того, что представлено в нашей программе. Так, каждая программа, каждый проект программы профессионального воспитания первой задачей ставит создание условий для организации воспитательного процесса в конкретном направлении. Поэтому вот в этом разделе и предусмотрены курсы повышения квалификации, обучающие семинары. Рассмотрим следующий момент, следующий раздел программы, который также претерпел изменения. Это расширен перечень показателей эффективности реализации каждого проекта программы. Для осуществления контроля и оценки воспитательной деятельности каждому проекту подобран диагностический инструментарий. На сегодняшний день 2020 год показал, что необходимо откорректировать систему целевых показателей эффективности проекта, поэтому этот раздел тоже находится в таком состоянии еще доработки, обновлений, то есть мы не стоим на месте. Следующее – это внесены изменения после того, когда прошли путь обновления, встретились на пути локальные акты государственные, региональные, полностью внесены изменения в локальные акты колледжа. Видите на слайде откорректировано положение, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программе подготовки специалистов среднего звена и положение о порядке разработки программы подготовки специалистов среднего звена ГПО ВПК. Рабочая программа включена в состав, в структуру программы подготовки специалистов среднего звена, и также календарный план программы воспитательной работы представлен. Вот для иллюстрации сайт колледжа, который показывает, что данные документы мы уже представили. В настоящее время перед нами стоит сложная задача
внести изменения в соответствии с дальнейшими регламентирующими документами, внести изменения в целевые механизмы и показатели оценки качества воспитательной работы. Рабочая группа колледжа находится на этапе подбора соответствующего диагностического инструментария каждой компетенции для исследования способностей и личностных качеств обучающихся, необходимых для социально-профессионального взаимодействия. Я думаю, что согласятся коллеги с тем, что диагностика общих компетенций – это наиболее трудный аспект воспитательной деятельности, потому что возникает сразу вопрос о способах и средствах диагностики компетенций, как в целях мониторинга, так и их формирования, так и как оценки итогового результата. Вот коллеги спрашивали, что значит итоговая аттестация. Вот у нас тоже вот момент. Мы находимся на правильном пути, то есть итоговая аттестация будет базироваться на общих компетенциях, уровне их сформированности. Посмотрим, что нам ответит на это уже министерство. Завершающим этапом, в завершении хотелось бы отметить, что каждая программа должна быть простым, не просто документом, она должна отражать специфику работы учреждения и особенности формируемых компетенций. Разработчики программы, на наш взгляд, кто стоит только у начала пути, кто в середине пути, должны видеть четкий конкретный результат. Для нас это федеральные проекты, это закон об образовании. Кроме того, программа не должна быть такой, размытой, она должна быть достаточно ясной, содержать конкретное описание предстоящей работы с обучающимися и координировать усилия педагогов, классных руководителей, обучающихся, родителей, то есть направленные на воспитание и подготовку будущих специалистов. Уважаемые коллеги, от лица педагогического коллектива Воркутинского педагогического колледжа хочу пожелать всем профессиональных успехов в разработке программы воспитания. Ждем примерную программу, будем делиться опытом. Благодарю за внимание. Анастасия Васильевна, благодарим вас за ваше выступление. Также хотелось бы поблагодарить сайт, тут соглашусь с Анастасией Васильевной, что сайт педколледжа достаточно наполнен нормативными документами. Единственное, Анастасия Васильевна, подскажите, пожалуйста, путь, потому что я последний раз, когда ходила, искала у вас на сайте документы, действительно, это достаточно тяжело найти. Путь у нас сведения об образовательной организации, раздел образования, учебная работа, программу подготовки специалистов среднего звена, и вы сразу увидите полностью представлен раздел сайта, раздел этой страницы. Действительно достаточно сложно найти, поэтому просто некоторые в качестве рекомендаций, может быть, некоторые образовательные организации пошли по пути, в том числе и профессиональные образовательные организации, пошли по пути того, что программу воспитания отдельной вкладочкой выносят для того, чтобы было проще найти. В том числе сегодня коллеги задавали вопрос, кто же будет оценивать грамотность описания, составления программы воспитания. Так вот, чтобы коллегам было проще заниматься этим процессом, я вам расскажу, как оценивают федеральные эксперты. Коллеги, они заходят на сайт образовательной организации, и если они не видят на заглавной страничке вкладочки или какого-то флайера о том, что это программа воспитания, они просто закрывают и ставят, что программа воспитания не представлена. Вот, это просто в качестве рекомендации. Действительно, мы так вот летом 2020 года отрабатывали с федеральными экспертами. Поэтому вот в качестве рекомендации не только к Воркутинскому педагогическому колледжу, потому что действительно у коллег работа ведется, и работа проведена колоссальная, а вообще в целом вот для всех, кто нас слушает. Еще раз благодарю. Спасибо большое за представленный опыт. Действительно, по всем специальностям представленный весь пакет документов. Коллеги, знакомьтесь, узнавайте, уточняйте. И если вы помните, то буквально осенью 2020 года мы с вами встречались здесь на научных курсах в институте, на территории Института развития образования.
И, собственно, я же озвучивала с трибуны такую проблему, что есть образовательная организация, профессиональная образовательная организация, у которых программы развития выложены, коллеги, внимание, 2017 года разработки, после того, как еще в 2019 году Институтом развития образования были разработаны методические рекомендации по написанию программы воспитания. Коллеги, для меня, как и для всего нашего сообщества, непонятна такая тенденция. К сожалению, готовясь к сегодняшнему мероприятию, я проанализировала из, собственно, 5 образовательных организаций, которые были выявлены на момент осени 2020-го, на сегодняшний момент 3 такие образовательные организации. Для меня эта ситуация немножко непонятная и необъяснима. Давайте будем работать, и вот, собственно, такие семинары, республиканские семинары вам даются как раз-таки с целью возможности задать вопросы коллегам, вопросы, которые, может быть, вы не можете найти ответы пока вот в своем педагогическом сообществе. Коллеги, такая практика у нас будет продолжаться. И от Воркутинского педагогического колледжа мы возвращаемся уже в стены Института развития образования. Здесь присутствуют коллеги из Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Это Людмила Борисовна Минина, заместитель директора, и Кирпичева Ольга Анатольевна, заведующая отделением, преподаватель Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Коллеги, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я хочу сказать, что мы в своем выступлении, я не буду останавливаться подробно на структуре нашей программы, потому что, в принципе, та программа, которая у нас на сайте, там все подробно выложено, вся структура, все содержание. Поэтому сегодня мы по сокращенному варианту будем выступать, чтобы постараться осветить самые такие основные аспекты нашей программы. Оценивая качество подготовки специалиста, колледжа мы исходим из того, что оно должно соответствовать парадигме современного образования. Это главное не только освоение знаний и умений, но и развитие личности, формирование ее общих и профессиональных компетенций. Одной из функций управленческой деятельности является планирование. Основным документом, определяющим перспективу деятельности образовательной организации, является программа. В нашем колледже это программа стратегического развития колледжа, разработанная на 5 лет, разработана она у нас в этом году, так что, скажем, свеженькая совсем, и программа воспитательной работы, в которых обозначены задачи и определены основные направления воспитательной деятельности, которая ориентирована на формирование общих и профессиональных компетенций будущих специалистов в соответствии с требованиями явлениями. В нашем колледже, как, наверное, в любой образовательной организации, реализуется принцип преемственности. Нельзя сказать, что, разрабатывая очередной документ, мы это делаем с нуля. Воспитательный процесс осуществляется на сохранении баланса традиций и новаторства. И в данный момент колледж реализует уже утвержденную ранее программу воспитательной работы, которая рассчитана до конца 2022 учебного года, до 2022 учебного года. Эта программа у нас выложена на сайте колледжа в достаточно подробном варианте, где каждое направление раскрывается через реализацию определенных проектов. При планировании работы мы опираемся на нормативные документы, федеральные, республиканские, локальные, прописанные в программе в разделе нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса. Но нельзя воспринимать программу как что-то статичное и неизменное. Жизнь вносит свои коррективы, которые должны находить отражение и в нормативных документах. Вот как раз все то, что говорила в предыдущем выступлении Светлана Анатольевна. В начале учебного года на совещании преподаватели колледжа были ознакомлены с федеральным законом от 31 июля 2020 года о внесении изменений в федеральный закон об образовании, который вступил в силу с 1 сентября 2020 года. Был издан приказ, вот об этом тоже говорилось, с утверждением состава рабочих групп по разработке комплексной программы воспитательной работы колледжа и рабочих программ по специальностям. Скажем так, по корректировке программы, потому что, как я уже сказала ранее, мы используем принцип преемственности. Мы взяли ту программу, которая у нас пока еще до конца не реализована, вот, и будем ее дорабатывать, вносить туда определенные коррективы.
В данной программе определены у нас основные направления, которые являются основополагающими, позволяют придать воспитательной деятельности системность, целенаправленность и актуальность, обеспечить качественный результат, координируя и интегрируя деятельность всех воспитательных воздействий в целостный педагогический процесс. Но здесь мы учитываем и инвариативные какие-то подходы к составлению программы, и в то же время и какие-то вариативные. Учитывая изменения, которые внесены в закон об образовании, вступившие в силу с 1 сентября, в программу воспитательной работы колледжа мы включили отдельно актуальное на сегодняшний период направления, такие как экологическое. Раньше оно тоже у нас присутствовало, но оно было растворено в духовно-нравственном направлении. Направление наставничества, которое сейчас также уделяется внимание при организации работы практически во всех направлениях и учебной, и воспитательной деятельности. Наставничество у нас также, наставнические пары закреплены приказом директора, и работа организована по различным направлениям. Это и досуговая, это и учебная, это и волонтерская и так далее деятельности. Самоуправление студенческое. У нас работает система тьюторства, начиная с сентября и сопровождая месячник адаптации первокурсников. Итак, первое направление. Вот тут как раз те инвариантные, так скажем, да, направления, которые практически присутствуют, наверное, во всех воспитательных программах. Вот сколько программ мы смотрели, проанализировали, везде это направление присутствует. Надо сказать, что духовно-нравственное и гражданско-патриотическое. Вот два таких вот направления, так скажем, стабильно присутствующих в программах. Цель – это формирование мотивационно-ценностного поведения студента, воспитание нравственно развитой, эстетически духовно богатой личности, воздействие на сферу сознания студентов. Вот то, о чем как раз ранее говорил психолог, да? Мы на сознание действуем, формируя этические принципы личности, ее моральные качества и установки, согласующиеся с нормами и традициями социальной жизни. То есть здесь в какой-то степени мы еще и социализируем наших обучающихся. Ну и вот под эту цель идут у нас, далее, пожалуйста, слайды, идут у нас задачи. Ну, в принципе, наверное, какие тут задачи, это понятно, это развитие ценностного отношения к духовному, историческому, культурному наследию. В принципе, эти все задачи можно будет прочитать в этой программе, наверное, я их сейчас читать не буду. Все эти цели и задачи, которые сопровождают данное направление, оно реализуется в определенных каких-то мероприятиях. Дальше, пожалуйста, гражданско-патриотическое. Да, еще один слайд. Вот видите вы мероприятие. Хочу сказать, что, конечно, у каждой образовательной организации есть свое наполнение, но есть и те традиционные мероприятия, которые также присутствуют в каждой образовательной организации. Это 9 мая, это знаменательные даты исторические, которые мы все отмечаем в своих мероприятиях, ну и, наверное, вариативные, которые каждая образовательная организация уже включает в зависимости от сформированных традиций в своем колледже. Следующая программа гражданско-патриотического воспитания, гражданско-правовое и патриотическое воспитание, тоже здесь определены цель и задачи. И вот здесь вот мы уже разбиваем на реализацию двух программ. Первая подпрограмма – это гражданско-патриотическое воспитание. Эта программа у нас рассчитана до 2021 года. И программа «Республика Коми. Наш общий дом». Это проект, который также был у нас заявлен на презентации нашей программы, когда были курсы повышения квалификации и с выездным семинаром в Иркуту. То есть вот эта программа, она у нас не закончена, она продолжается, проект. И будет по мере реализации либо подводиться итоги, либо просто деятельность будет пролонгироваться на следующие года. Пожалуйста, следующее. Ну вот здесь я хочу сказать, что такое вот мы ввели немножечко ноу-хау для нашего колледжа. Это включение в направление деятельности определенных модулей. Направление – это как вектор, который определяет, куда мы движемся, по какому направлению. А модули – это те доминантные составляющие, на которые, в принципе, мы опираемся при составлении программы.
Дальше, пожалуйста. Ну вот здесь вот профессиональная деятельность у нас, модуль у нас идет. Сейчас, секундочку, я посмотрю, открою. Профессиональная деятельность – это студенческий центр. Это, по-моему, Да, это уже у нас идет профориентация. Профориентация – это деятельность студенческого, модуль медиацентр и мероприятия, которые непосредственно при реализации этого направления. Пока у нас вот этого центра профориентации нет. То есть мы планируем открыть это в следующем году. В связи с чем? Потому что здесь два блока. Первый блок – это непосредственно мотивирование студентов на выбранную специальность, потому что не секрет, что не все у нас абитуриенты поступают ориентированные на получение данной специальности. К сожалению, бывают иногда и студенты, которые приходят, ну, не совсем осознанно сделав свой предыдущий выбор. Вот. Первое направление рассчитано как раз на включение, активное включение их в мотивацию будущей профессии, будущей специальности. И второе направление – это профориентационная работа в образовательных организациях, в школах, в интернатах, для того, чтобы подготовить абитуриентов, подготовить их с теми требованиями, подготовить их с тем содержанием деятельности, которое будет у нас в образовательной организации предложено, и впоследствии по какой специальности они будут работать. Вот. Ну и далее, это последнее, по-моему, у нас, да, направление? Да, вот медиацентр у нас, студенческий медиацентр, это уже студенческое самоуправление. В этом году у нас активно развивается этот модуль, у нас развиваются различные направления этой деятельности. Студенты у нас участвуют в подготовке и выпуске видеороликов, они изучают основы журналистики, они подготавливают какие-то новостные материалы. И здесь идет очень тесная такая интеграция как раз со специальностями, с деятельностью отделений, потому что вот те новости отделений, которые они освещают в своих новостных передачах и в видеороликах, они как раз передают то профориентационное направление, которое реализуется на данном отделении. Очень большой пакет видеороликов был подготовлен у нас в феврале для недели профориентационной работы. Мы демонстрировали это на сайте. И надо сказать, что вот все вот эти у нас введения, нововведения, они у нас будут на сайте колледжа, а программа, которую мы сейчас корректируем, она уже размещена на главной странице, на, Анатольевна, как называется у нас, меню. Да, с левой стороны. С левой стороны, где у нас меню, там есть направление «Воспитательная работа», и сразу же на главной странице «Воспитательная работа» у нас есть программное обеспечение. Там есть программа «Воспитательная работа», там есть все остальные наши нормативные документы. Ну и завершая. Студенческое самоуправление. Да, студенческое самоуправление, это я сказала, тоже мы можем посмотреть, какие здесь у нас цели, какие у нас мероприятия. Этому сейчас придается тоже достаточно большое значение. И я хочу сказать, что в разработке программы у нас они тоже участвуют и подключаются к обсуждению и к разработке каких-то направлений, блоков, модулей и мероприятий. То есть мы работаем интегрированно вместе со студентами. Немножечко сложнее у нас ситуация с включением родительской общественности, потому что у нас около 70% студентов – это иногородние, которые проживают в общежитии. А если не проживают в общежитии, то они живут у нас в городе. И поэтому, конечно, здесь вот для нас это то поле деятельности, которое мы выделили в отдельный модуль. Это организация работы с родителями, выход на какие-то новые формы работы вместе с ними, ну и активизация этого направления.
Ну и как уже было сказано ранее, программа наша заканчивается анализом достигнутых результатов и анализом проблем, которые в дальнейшем будут учтены при разработке новой программы организации воспитательной работы, сохраняя принцип преемственности и традиции нашего колледжа, который в 2021 году, так же как наша Республика Коми, будет отмечать свой вековой юбилей. И в новый век наш колледж собирается войти с новыми идеями, с достойными результатами и продолжать выпускать квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Воспитательный процесс колледжа осуществляется в тесном единстве учебной и неучебной деятельности и в рамках реализации закона об образовании с принятыми в него изменениями. На основании программы воспитательной работы колледжа разрабатываются рабочие программы по воспитательной работе по всем специальностям, составляются календарные планы, ну, пока на следующий год календарные планы. Надо сказать, что календарный план по воспитательной работе колледжа, он составлен, и он также присутствует на сайте колледжа. Спасибо. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представить вам рабочую программу воспитания на период приема студентов в этом году, которые поступят у нас на первый курс и приступят к обучению 1 сентября 2021 года. Расскажу вам о специальности педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности и технического творчества. Как уже и говорила, что мы разрабатываем, заведующие отделением в нашем колледже разрабатывают ППСЗ. В данном случае в рамках одной специальности мы делим их на 2 подгруппы, но ППСЗ у нас разрабатывается по отдельному. Но в рамках воспитательной все-таки работы по данной специальности я хочу предложить вам в качестве примера выдержки той программы, которую я разработала для них, опираясь на опыт уже работы со студентами по данной специальности. У нас есть определенный план, по которому мы работаем из года в год, и таким образом, ну вот то, что получилось, хочу вам представить, может быть, даже для обсуждения. Следующее. Воспитательный процесс в образовательной организации, он базируется у нас на традициях профессионального воспитания. Гуманистический характер воспитания и обучения – это, конечно же, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания, уважения к правам, свободам человека. Все это мы, конечно, должны учитывать при обучении и воспитании обучающихся в нашем учреждении. Можно следующий слайд. Поддержка и формирование новых традиций колледжа, в том числе организации и проведение традиционных праздников, соревнований по различным направлениям. Также у нас в рамках воспитания реализуются задачи. Это организация в учебной и в неучебной деятельности, в форме организации олимпиад профессионального мастерства, в целях создания условий для развития личности студентов, привития им общей культуры, навыков профессионализма и профессиональной культуры. Формирование также положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, которые способствуют становлению гражданственности, политической и правовой культуры. Это, конечно, и развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов, законных представителей несовершеннолетних. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами, центром занятости, учреждений культуры и участие и организация в мероприятиях между колледжами, между образовательными организациями среднего профессионального образования. Конечно, это и поддержка чистоты и порядка в колледже, в общежитии. В том числе при разработке такой программы воспитания мы говорим и о формировании общих компетенций, в том числе и профессиональных компетенций, которым мы уже указываем, исходя из специальности, так как на сегодняшний день у нас есть уже актуализированные стандарты, в том числе по отделению социально-педагогическому с 2018 года у нас есть актуализированная программа стандарта по коррекционной педагогике в начальном образовании. Там, конечно, формулировка общих компетенций и профессиональных компетенций отличается от, например, педагогики дополнительного образования. Дальше.
В качестве примера направления воспитательной работы это направление духовно-нравственного развития личности. Современное общество нуждается в подготовке широко образованных и высоконравственных людей, которые обладают не только общими знаниями, но и прекрасными чертами личности. Здесь, конечно, знания студентов должны информировать о нормах поведения, которые утверждаются в социуме, и дают ему представление о последствиях нарушения, каковы же могут быть последствия при нарушении этих норм и правил. Мы знаем, что студенчество занимает особое место в социальной структуре общества. Воспитание студенческой молодежи — это ведь сложный процесс, и он не дает достаточно быстрых результатов, которым мы можем сразу их оценить. И такая деятельность все-таки требует повседневной, целенаправленной, индивидуальной работы. Ведь подросток продолжает формироваться как личность в процессе обучения в колледже. Он много узнает, переосмысливает, приобретает навыки и способности. И тогда основной задачей преподавателя здесь является воспитание в студентах самостоятельности в принятии решений, то, о чем мы говорили ранее, ответственности в совершении ими действий, в поступках, формировании в них способностей к самовоспитанию и саморегулированию отношений. Спасибо. Можно дальше. Здесь формирование мотивации к профессиональной деятельности, профориентация – это направление, которое озвучивала Людмила Борисовна. У меня в программе воспитания по этой специальности поделено на 2 модуля. Это внутренняя мотивация и внешняя мотивация. Мы знаем, что компонентами любой системы выступает этот первый вопрос идеология, конечно, то есть определение миссии, цели, и отвечает на вопрос, зачем мы это все делаем. Дальше методология определяется подходы, как это реализовать, ну и технологии, какие инструменты нам для этого нужны. Конечно, необходимо учитывать и возрастные особенности проявления мотивации у студентов к их профессиональной деятельности. И профессиональная мотивация выступает здесь уже некоторым движущим фактором развития профессионализма и личности, так как только на основе высокого уровня ее сформированности, конечно, возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности. В структуре профессиональной мотивации входят внутренние и внешние эти мотивы. Дальше. Вот здесь в модуль внутренней мотивации вы видите на слайде представлены наименования мероприятий, которые у нас реализуются со студентами. Но первые 3 курсы у нас предлагают, точнее 3 курсы в сентябре месяце знакомят с новой открытой мастерской по технологии, по преподаванию технологий. Каждое направление узнает о том, что им предстоит овладеть, какие навыки они получат. Когда сегодня говорили о формах аттестации, да, это динамичная, развивающаяся, так сказать, структура у студента, которая должна быть. У нас в колледже всегда осуществляется защита портфолио. И эта защита портфолио у нас бывает не только накануне сдачи квалификационного экзамена. По каждому виду производственной практики, где студенты получают профессиональные навыки, конечно, они делятся. И у нас проходит защита портфолио в форме мини-конференции, где, например, студенты 4-го курса по итогам летней практики знакомят студентов 1-2 курса, конечно, что им предстоит, что их ожидает и что они в результате получат. Но чаще всего это октябрь месяц каждого года. Здесь мы говорим о внутренней мотивации, которая внутренней мотивированной деятельности учения, она не имеет других поощрений, кроме вот этой самой активности студента. И поэтому это является его самоцелью, а не служит средством для реализации какой-то цели. В первую очередь они, конечно, стараются для себя, замотивированные на обучение, на создание этого портфолио. Ну а структура портфолио по специальностям гуманитарной направленности и социально-экономической у нас, конечно, немного разнятся. Разные пункты этим уделяются, но тем не менее вот эта защита портфолио как раз является вот этим движущим фактором, позволяющим им участвовать и свое время после занятия, соответственно, занимать работой. Можно следующий слайд.
По внешней мотивации, ну, такие самые простые мероприятия, которые мы проводим, набираясь опыта, когда второй курс в рамках неаудиторной занятости своей может посещать занятия в кружках, которые преподают педагоги, и, конечно, анализировать их работу уже с точки зрения как педагога дополнительного образования. Это и участие и организация проведения тематических акций. Например, на сегодняшний день, в апреле у нас каждый понедельник проходит с участием с 1 по 4 курс педагогов доп. Образования различные тематические акции. На 12 апреля это были летательные самолеты, мы заняли весь актовый зал, разделились на команды, которые разрешены, да, по санитарно-эпидемиологическим правилам, и у нас проходили эти мини-акции. Ну, а внутри этого у них уже как раз происходит та внешняя мотивация, которая позволяет им дальше взаимодействовать и работать. Вот на следующей неделе, 26 апреля, у нас состоится кукольный спектакль, где также будут участвовать студенты с 1 по 4 курс. Они сами организуют положение, они сами его разрабатывают, они сами его проводят, оценивают. У нас в конце, конечно, всегда проходит самоанализ этих мероприятий, ну и дальше подводятся уже итоги. Также это участие в конференциях и конкурсах профессионального мастерства студентов, ну и так далее. Следующее направление – это развитие студенческого самоуправления. Здесь у меня имеется 2 модуля, в котором это работа в медиацентре. В этом году мы начали работать, и я надеюсь, конечно, это все продуктивно у нас сложится, с тем, что уже на сегодняшний день студенты 1 курса, желающие, обучаются в совместном проекте, мы его реализуем вместе с университетом, тем как раз знаниям, которые должны получить студенты для того, чтобы дальше уметь работать и с аппаратурой, писать пострелизы, пререлизы и так далее. Модуль студенческого самоуправления. Здесь мы говорим о том, что у нас есть воспитательные мероприятия, у нас есть и кураторство, которое, в принципе, как часть модуля можно отнести к студенческому самоуправлению, а можно отнести отдельно как воспитательное мероприятие, это к наставничеству, да. Значит, у нас есть 2 курс, закрепляется за студентами 1 курса выборочно, у нас составляется специальная анкета, они проходят отбор, после чего студенты 2 курса, они знакомят, помогают адаптироваться абитуриентам, уже которые стали студентами, да, что же такое студенческая жизнь, где здесь нужно участвовать, принимать участие, как получить сертификаты, то, что пойдет им на пользу. 3 курс закрепляется за 2, 4 за 3, и вот эта вот цепочка у нас, конечно, прослеживается, и они друг другу помогают, и тем не менее можно быть спокойным тому, как реализуются мероприятия. Таким образом, проводя мероприятия на 2 курсе, студенты подхватывают с 1 курса, и таким образом несколько сразу целей воспитательной работы у нас здесь реализуются. Можно дальше. Профилактика отклоняющегося поведения. Это направление у нас уже реализуется администрацией. У нас организуются мини-педагогические советы в группах вместе с преподавателями по необходимости с 1 по 4 курс. Если есть какие-то вопросы, сложности в обучении, преподаватели по этой дисциплине выходят, и мы уже вместе разбираемся с группой, что и как делать дальше, в чем возможна загвоздка. Есть у нас так называемые рейды в общежитии, когда классные руководители обязательно посещают тех студентов, которые проживают в общежитии, навещают их, просто элементарно спросить, как у тебя дела, все ли у тебя хорошо, и на самом деле студентам приятно, несмотря на то, это 1 или 4 курс. 3-4 курсы уже это взрослые самостоятельные студенты, и они могут принимать участие вместе с заведующим отделением посещения общежития. То есть мы смотрим, как соблюдать чистота в комнатах, отсутствие элементарно опасных электрических приборов и так далее. Все предложения и замечания, которые есть у студентов, мы, конечно, записываем, а дальше мы уже можем либо на уровне администрации решить эти вопросы, либо у нас есть
студенческий актив по специальностям, по отделению, и мы уже вместе с ними решаем вопросы, как же выйти из той или иной ситуации. Тоже с предложением. Да, тоже с предложениями. У нас реализуется достаточно много проектов, и вот как раз программа воспитания, та, которая является у нас общеколледжской, это общее мероприятие, которое проводится в колледже, они обязательны к участию, все мы в них участвуем вместе с группами со своими. А вот уже программа воспитания по специальности, она все-таки направлена и характеризуется именно вот той составляющей, которая именно для этой специальности. То есть, например, мероприятие, акция летательных аппаратов была задействована именно педагогика дополнительного образования. Если мы возьмем к рассмотрению какую-то другую специальность, то там уже вот этот характерный для этой специальности план мероприятий, он будет немного, конечно, отличаться, но в большей степени... Доминанты смещаются в сторону специальности. Да, доминанты смещаются в пользу специальности, которую мы рассматриваем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Также, собственно, и Людмила Борисовна, и Ольга Анатольевна, и руководитель Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Марина Петровна за то, что нашли возможность и вот так вот подробно на примере уже конкретного отделения рассказали, каким образом можно вносить изменения в программу воспитания и, собственно, какие непосредственно изменения нужно производить. И кроме того, и Людмила Борисовна, и Ольга Анатольевна еще обратили внимание на ту проблему, которая связана как раз-таки у нас, возникла очень активно с января месяца. Это, собственно, наши обучающиеся, которые, если не заняты в образовательном процессе, в воспитательном процессе, то они найдут себе занятия вне стен образовательной организации. А как раз-таки вот эта программа воспитания нацелена не только на воспитание гражданина, да, в том числе и патриота страны, личности как таковой целостной. То есть, собственно, что и о чем сегодня и Владислав Викторович говорил, и на что обращала внимание Светлана Анатольевна, что, собственно, данная программа воспитания, цель данной программы воспитания – это как раз-таки в первую очередь, конечно же, социализация личности и грамотная социализация личности. Поэтому все материалы также доступны на сайте СГПК, правильно, да, ведь, коллеги, они уже размещены, выложены, и также вы можете с ними ознакомиться. Кроме того, те, кто смотрят нас заочно, ну, то есть будут смотреть уже не в онлайн-подключении, а в офлайн-подключении, у вас есть возможность организаторам, то есть мне задать вопросы, и после этого мы также передадим коллегам, коллеги будут готовы вам на них ответить. А мы сейчас, собственно говоря, перемещаемся обратно в столицу нашей необъятной Родины, город Москва, и мы подключаем Антона Юрьевича Коновалова, методиста городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы, члена Европейского форума по восстановительному правосудию, профессионального медиатора и тренера по медиации в системе образования, который нам, коллеги, сейчас поведает о восстановительном подходе в профилактической и воспитательной работе команды организации профессионального образования. Антон Юрьевич, несколько слов, вас почему-то плохо видно, и мы сейчас буквально запустим вашу презентацию. Мы сейчас запустим вашу презентацию и будем готовы. Да, пока вам передаем слово. Да, вас слышно, да. Есть работа с СУВО, с
средним профессиональным образованием и так далее. Итак, называется доклад «Восстановительный подход в профилактической и воспитательной работе для команды организации среднего профессионального образования». А здесь же есть моя электронная почта konovalov@yandex.ru и вот сайт по школьным службам примирения, где выложена вся основная информация по этой модели, по этой работе. Там и книги, статьи, исследования, региональный опыт, традиционные практики примирения, мониторинги и так далее. Ссылки на видеоматериалы, на доклады, на документы российские, международные. То есть все, что нужно, там есть. А если чего-то нет, там есть мои контакты, вы можете мне написать или позвонить, и я тогда более подробно расскажу, как и что, или мы вместе с вами обсудим. Адрес сайта www.школьные-службы-примирения.рф. И сегодня у меня непростое для меня выступление, оно такое как-то некоторый вызов, потому что если со школами я работаю довольно давно, то вот со средними профессиональными учреждениями у меня был какой-то опыт работы, но нельзя сказать, что был очень большой. Так, презентацию можно попросить перелистнуть на следующий? Почему-то от меня она не листается сейчас. Коллеги, можете попросить перелистнуть на следующий слайд? Слышно ли меня? Так, или что-то у нас здесь зависло. Сейчас. Так, сейчас слышно ли? Да, почему-то тут какая-то задержка, не очень понимаю, что у меня с презентацией, почему-то она не двигается. Наталья Николаевна, могу попросить тогда администратора вашего перелистнуть презентацию на следующий, возможно, потому что вы загружали или еще что-то, движения нету, сколько бы я не нажимал на перемещение. А я тогда пока буду дальше рассказывать, независимо от презентации. И из того, что мы обсуждали с нашими коллегами и теми, кто создавал службы примирения в среднепрофессиональных организациях, было выделено 3 момента, которые, ну или 3 области, в которых они были важны. Первое – это работа с общежитиями, когда ребята находятся в общежитиях. И там у них довольно много возникает разных сложных ситуаций, в том числе конфликтных. Кому-то из них дают иногда порой типа такого, ну, не знаю, там, не вожатого, как это называется, тот, кто будет там главным в этом, знаете, там несколько комнат. И важно понять, каким образом он будет, он же не педагог и он не полицейский. Тогда с помощью каких методов он будет, ну, как-то педагогически воздействовать, там, например, если какая-то возникла конфликтная ситуация, если кто-то там нарушает что-то, там, не знаю, пришел, выпил, еще как-то, как вообще урегулировать разные конфликтные ситуации в общежитиях. Второй важный момент – это работа с правонарушениями несовершеннолетних, поскольку когда ребенок совершает преступление, ну, например, кражу в магазине или кражу на улице, грабеж или еще что-то, то если в школе они сталкиваются скорее с комиссией по делам несовершеннолетних, потому что не достигли возраста уголовной ответственности, то в средних профессиональных учреждениях часто это уже уголовные дела и судебные дела, например, там, не знаю, попытка угона кархершинга машины, вот из того, что недавно было, или еще что-то, и каким образом на это реагировать. И мы считаем, что очень важно, чтобы обидчик встретился с потерпевшим, загладил причиненный потерпевшему вред, услышал его, исправил, насколько возможно, то, что он сделал, и предпринял некоторые усилия и действия, чтобы подобного не повторялось. И суды учитывают эту практику. Есть статья о том, что за примирение, о прекращении дела за примирением сторон.
Суд может, если обвиняемый, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, встретился с потерпевшим, загладил причиненный потерпевшему вред и примирился с ним, суд может прекратить дело за примирением сторон. И достаточно часто в нашей практике такое было. Ну и третье – это работа с семьями, потому что действительно часто бывает то, что наладить взаимоотношения с семьями этих ребят довольно сложно, потому что они, вот сегодня уже говорили, они там приехали в другой регион, не в другой регион там, и приехали из села. Как сделать, чтобы было взаимодействие с родителями, чтобы родители помогали, поддерживали, вот на что здесь опираться. И сегодня уже упоминали этот вопрос, который касается ценностей. Так, слайды все равно не двигаются, поэтому не могу открыть, к сожалению, презентацию, не понимаю, что происходит. Прям я как-то расстроен этим. Может быть, я сейчас попробую загрузить от себя презентацию, может быть, она пойдет. Антон Юрьевич, да. если не сложно, вы просто называете следующий слайд, и мы будем листать. А я говорю, я называю следующий слайд, а ничего не происходит. Может быть, сейчас, Антон Юрьевич, подскажите, пожалуйста. Какой слайд? Так, там, где схема такая, возможно, это у меня что-то повисло и не отвечает. Я прям даже не понимаю. Позиция сотрудничества. Отлично, да, позиция сотрудничества, спасибо, да, наладилось все, поехало, отлично. Итак, то, что касается ценностей. Потому что действительно, сегодня это уже упоминали, какие ценности могут лежать в основе вот этого взаимодействия, в основе реагирования на какие-то болезненные точки, такие как конфликты или, тем более уж, наиболее резкие конфликты, это правонарушения, преступления, или групповые конфликты, например, травля, буллинг, стрелки, драки, групповые разборки, то, что мы сталкиваемся, как работающие с этой проблематикой. И вот первый важный момент называется позиция сотрудничества. Смотрите, если, значит, здесь по одной оси ответственность и контроль, под другой забота и поддержка. Если очень высокая ответственность к ребенку или к кому-то, получается позиция над другими. Ну, например, то, с чем мы сталкиваемся, приезд прокуратуры. Вот это четкая позиция, там, поиск виноватого, кого наказать, кого, значит, лишить премии, призвать к ответственности в смысле наказания. И вот сверху над людьми, так как бы нависающая. Очень большая ответственность, мало заботы и поддержки. При очень большой заботе и поддержке получается другая ситуация. Это мы говорим так: на шею нам сели, ножки свесили и поехали. Наверное, вы тоже встречали семьи, или детей, которые говорят: вы нас учите, вы нас воспитываете, вы за нами следите, а мы ничего делать не будем. Ну, я помню, как у одной женщины комиссии по делам несовершеннолетних говорит: когда мы же сможем вас с социально опасного положения вывести? Она говорит: а зачем мне это нужно? Меня сейчас с работы уволить не могут, я в социально опасном положении. Ребенка на лето в лагерь забирают, какие-то там всякие там передачи носят, в смысле, то крупу принесут, то еще что-то, какие-то наборы. Зачем мне уходить из социально опасного положения? Вы смотрите, вы там следите за мной, вы работаете со мной, перевоспитываете меня и моего ребенка, там, сопровождаете его в школу, там, в центр, еще куда-то, а я пока своими делами буду заниматься. Вот это позиции вместо или за других, при малой степени контроля и большой заботе и поддержке. Служба примирения выстраивает свою работу, когда, вот вы видите желтый квадратик, вместе с другими. То есть это значит, что мы готовы вместе с этими людьми пройти часть пути, помочь, поддержать, и дальше передать им, подставить плечо, но дальше передать им ответственность, чтобы они сами нашли решение и сами его, главное, выполнили. Потому что в образовательной организации нет проблем собрать людей вместе. Ну, вот кто-то, может быть, слышал, там, медиаторы, там такая программа, там, собирает людей вместе. Ну да, если они там классическая медиация, коммерческая, бизнес, там действительно это сложно. Нужно помочь им сесть, договориться. В колледже, в среднепрофессиональном заведении, да и даже в школе скажет администратор собраться, все соберутся, директор, например, скажет, все соберутся. Вопрос-то в другом. Как сделать, чтобы они
услышали друг друга, а не просто там каждый поговорил или под протокол все записали какие-то правильные слова, услышали друг друга, чтобы они на этой встрече договорились о чем-то, и главное потом этот договор выполнили. Вот что сложно. Следующий кадр, если можно. Следующий кадр. Наталья Николаевна. Ага. И здесь мы сталкиваемся с так называемым парадоксом долженствования. Потому что, нам очень часто говорят, например, родители же должны понимать, что ребенка, не знаю, подростка надо как-то воспитывать, что за ним надо следить, чтобы как-то он нормы ему передавать. Может, родители должны понимать, но не понимают. Или, например, говорят, в детском доме его же должны были научить социализировать, научить коммуникации. Может, и должны были, но не социализировали. Или ребенок из Сувы, из закрытой спецшколы возвращается. Его там тоже должны были, а он возвращается, у нас была такая ситуация, и обратно его уже друзья встречают, давай дальше наркотиками торговать и прочее, прочее. И пошел ребенок по кривой дорожке. И поэтому, или также иногда родители говорят по поводу образовательных учреждений, их должны были научить работать с трудными детьми, вот этих педагогов. Может быть, должны были, но не научили, с травлей работать, с буллингом. Не получилось почему-то. И поэтому вопрос не в том, что кто что должен. Вот сейчас много сегодня говорили про эти слова, должны, вы должны, мы должны, все должны. Вопрос в том, что мы можем быть на 100% правы, но человек поступит в соответствии со своим видением ситуации. И если, например, в картине мира этого родителя или этого подростка или этого специалиста что-то считается неправильным или несправедливым, то он пойдет жаловаться, пойдет писать заявление, или будет саботировать, или будет бунтовать, или будет еще как-то высказывать свое недовольство. И поэтому следующий кадр. Наталья Николаевна, следующий кадр. Ага. Вот справедливый процесс. Как он устроен? Вот как сделать, чтобы люди чувствовали, что процесс с ними справедливый? Это, в смысле, вопрос не только в их чувствовании. Вопрос ведь, как я уже сказал, в том, чтобы они даже потом выполнили те соглашения, которые они выработали в ходе этого процесса, в ходе примирительной встречи, в ходе программы по заглаживанию вреда. Например, договорились отдать деньги за украденный телефон, отдали. Договорились не материться, не матеряться. Договорились на ПМПК пойти родители, пошли на ПМПК и принесли документы, чтобы это состоялось, а не просто они, выходя с совета профилактики, выкинули эту бумажку из памяти все. Как это сделать? И вот было исследование большое, и оно показало, что люди будут скорее чувствовать справедливость и сами выполнять соглашения, даже если не все их первоначальные требования будут исполняться. А первоначальные требования могут быть, например, поменяйте нам руководителя, дайте нам другого классного руководителя, увольте этого учителя или уберите этого подростка из нашей школы, он гиперактивный, всем мешает, уберите этого родителя из чата, он не так себя ведет. Разные требования могут быть, уберите, накажите, выгоните. Вот мы никогда не обсуждаем изгнание, наказание, психологическое давление, обесценивание, манипуляцию. Вот это категорически не наше. Вот мы говорим, это мы обсуждать не будем. Наоборот, все останутся здесь, и тот подросток останется, и этот учитель останется, и директор останется, и остальные ребята останутся. Они говорят, как же так-то? А вы тогда же, смотрите, вот он нам мешал, он какой-нибудь гиперактивный, инклюзивный, мешающий нам, этот Ванька-дурак, вот постоянно. Мы говорим, в том-то и дело, потому и надо встречаться, чтобы это вы сами нашли решение, чтобы вы это разрешили. Они говорят, у нас не получится. Мы говорим, получится. Давайте начнем этот процесс, процесс примирения, примирительную встречу. Смотрите, что важно. Первое. Каждый участвует и вносит свой вклад в процесс поиска и принятия решения. То есть не торгуется, не говорит, так, вы мне все должны, вы мне, пожалуйста, предложите, сделайте так, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, всех наших детей на первую парту, наши классы все на солнечную сторону, дайте нам вот этого воспитателя, вот этого учителя, с параллельно группой снимите, нам поставьте. Я вот говорю, это реально требовали. Я говорю, а как же та группа разве отдаст? Они говорят, а мы вас спрашивать не будем. Мы это требуем, а не то заявление напишем в департамент образования.
Я говорю, нет, так дело не пойдет. Давайте вместе встречаться и договариваться, если все будут согласны с этим. Дальше. Решения принимались всеми заинтересованными сторонами, и все согласны. Имеется в виду, что ведь в процессе какого-то конфликта каждый собирает свою группу поддержки. Педагоги свою, родители свою где-нибудь там в чате, подростки свою, тоже где-нибудь ВКонтакте или в туалете или там во дворе, и начинают друг друга обсуждать, и каждый раз у каждого виновата другая сторона. Мы правы, нас провоцировали, ну, у родителей кто будет виноват? Ну, скорее всего, подростки и педагоги. У педагогов кто будет виноват в том, что произошло? Ну, скорее всего, родители и тоже подростки. У подростков кто? Взрослые не так сделали, не то дали, нас не поняли, мы там все хотели как лучше, а нас не услышали. И поэтому важно, чтобы все вместе встретились. И одна сторона, и вторая. Тем более это если, например, кому-то вред причинен, все участники встретились. Они говорят, мы не хотим друг с другом рядом сидеть, сделайте, чтобы они изменились. Мы не можем их изменить. Мы не судебные исполнители, не коллекторское агентство. Мы можем сесть и вместе, чтобы поговорили. И дальше, если они вместе встретились, слушали и слышали друг друга, понимали все возможные последствия и риски, не было давления, манипуляций, морализаторства, уговоров и так далее. Они рассмотрели, например, целиком ситуацию, нашли, например, 10 вариантов решения и поняли, что самый лучший вариант 5. Кстати, ничего не делать тоже вариант, но тогда он тоже будет иметь свои последствия. Тогда, и если они поняли, что самый лучший вариант 5, то они его реализуют сами. Почему? А потому что нет другого. Кто-то может другой предложить? Нет, все сидели здесь. Есть какой-то 11-й вариант? Нет, 11-го нет. Вот все 10 рассмотрели. Лучше есть какой-то 5-го? Нет, самый лучший 5. Тогда давайте начинать и делать его. И служба примирения, специалисты службы примирения, мы их обучаем тому, как передать ответственность самим участникам. Следующий кадр. Потому что, конечно, это я так говорю, что они сели за стол переговоров, но ведь изначально-то они все не хотят садиться, они говорят, сделайте за нас, и подростки, и учителя, честно говоря, порой тоже, и родители тоже говорят, мы вот вам отдали наших детей, вот вы их там и воспитываете. И для меня очень важная ценность, которая, мы в течение 10 лет изучаем российские традиции примирения. Вот про ценности сегодня уже говорили, про нашу культуру. Ценности примирения разных народов, и на сайте вы можете посмотреть, есть отдельный раздел там. Цыганский суд Крис, традиции Маслиат – это примирение через старейшин на Кавказе, традиции белобородых старцев в Чувашии, там, традиции разных крестьянских судов в Средней России, разные описания, как это все происходило. Но я хочу упомянуть одну традицию, которая, мне кажется, очень важна, и на которую мы тоже опираемся, потому что в деревнях, еще там до революции, как говорили, там, до царя далеко, до Бога высоко, а в каждой деревне был, как вы понимаете, если вспомните русские народные сказки о том, что было у отца 3 сына. Первый знатный был мужчина, средний был и так и сяк, третий просто был СОП, СДВГ, ТЖС, ММД, ЗПР и вообще инклюзивный ребенок. И такое было часто, не зря это в русских сказках. А если вы посмотрите на картину Васнецова «Аленушка», в оригинале она называлась «Дурочка Аленушка», можете в Фейсбуке посмотреть, не в Фейсбуке, в интернете. И когда такое происходило? Что делал, как деревня реагировала? Никаких психологов, наркологов, психиатров не было. Один из вариантов – собирался сельский сход. И на этом сходе было 2 важных ценности, которые сейчас теряются в нашем обществе и в том числе в образовательных организациях. Скорее, во взаимодействии с родителями, воспитании. Ценность первая. Никого нельзя изгнать. Я сейчас про подростков. Про взрослых там по-другому было. Но про подростков. Потому что куда его изгонишь? У него здесь семья, дом деревенский не переедет, скот, могилы предков, церковный приход. Здесь родился, здесь в землю ляжет. Да, самых оголтелых, гиперактивных сдавали в солдатов в 16 или 18 лет в разные периоды. Но до 16 лет надо как-то его воспитать. И отсюда была вторая ценность.
нет чужих проблем. Потому что, может быть, он и не кровный родственник, но собиралась вся деревня, и все думали, кто как его вразумит, кто как воспитает. И, как говорится, для воспитания одного ребенка нужна целая деревня. Почему я про это говорю? Потому что, когда мы сейчас приезжаем в образовательные организации, да, чаще в школы, там, ну и в СПО тоже был у нас определенный опыт, несколько раз приглашали, я сейчас про Москву. Обычно мы сталкиваемся с чем? Нам говорят, уберите этого, он хулиган, негодяй, вор, он украл что-то, или там мешает всем, уроки срывает, поет на уроке, шумит, там пришел в невменяемом состоянии, мешал всем, подрался, стрелку забил. Уберите его от нас, из нашего учреждения, из нашего класса, из нашего города, вот чтобы вот уберите. Вот мы против этого. Если ребенок в этом учебном заведении, то важно, чтобы организация образовательная смогла с ним справиться. Не конкретный человек, а команда педагогическая смогла найти решение. И для этого, ну что значит справиться? Значит вернуть его в образовательный процесс. Ну за счет того, что все разделят ответственность, и как бы и он тоже, какой он будет делать вклад, и остальные участники, например, остальные учащиеся, чтобы они его тоже не подначивали, не поддергивали, и классный руководитель, и психолог, и родитель его. Каждый понемножку вложился, и ситуация начинает выправляться. И это очень важно. Вот эта ценность, когда я говорю служба примирения, когда вот я придумывал это 20 лет назад, это понятие, это слово, этот термин, вот я думаю, всем миром собраться и мирно решить ситуацию. Я считаю, что очень важно. Кстати, перекликается с педагогикой сотрудничества, если кто-то знает, меморандум педагогики и сотрудничества в каком-то, по-моему, 86-м году, который приняли наши педагоги-новаторы на тот момент, сейчас уже новый есть, очень сильно пересекается с тем, что было. Следующий кадр. Угу. Я сейчас смотрю на часы, к сожалению, я не очень успеваю рассказать про разные теории. Пожалуйста, следующий. Угу. Да? Скажу вот только один момент про теорию в рамках общинной психологии. Потому что, ну вот мы приходим в семью, а там семья говорит, а мы не хотим его воспитывать, и у нас ничего не получится. Или ребенок говорит, а у нас сил нет, да у меня не выйдет ничего, да я не знаю как. Это вы меня спасаете, вы что-то делаете, вот вам нужно, а мне ничего не нужно, отстаньте от меня. Давайте сделаем вид, что ничего не было. Поставьте мне зачет, поставьте мне 5, не сажайте меня, не наказывайте меня. И вот я ничего делать не буду. И мы ищем теории разные, подбираем, на которые можно в своей работе опираться. Мне очень понравился доклад про взросление, который вот сейчас был, да, про ответственную позицию. И в нашей модели действительно это вот эта взрослая ответственная позиция, потому что действительно из родительской позиции это обычно долженствование, вы должны, это не про ответственность. Из детской позиции это обычно послушание. Например, приходим в школу, говорим, у вас кто самый ответственный ребенок? Учитель говорит, вот эта девочка, я ей все поручения даю, она их все поручения выполняет. Я говорю, так это про послушание. Сегодня она ваши поручения выполняет, а завтра ей скажут 10 закладок сделать. Она точно так же 10 закладок сделает не 9 и не 11, даже не задумываясь над тем, что это будет дальше и куда. Ну, я знаю такие случаи, в газетах их писали, когда девочки-подростки на этом попадались, да, потом в полиции. А ответственная взрослая позиция, когда человек думает о будущем, предполагает, а если что-то сделал не так, то он это исправляет. И это нормально. Но как передать ему ответственность? И вот здесь теория empowerment. Empowerment – это обретение внутренней силы. Примерно так. Вот есть такая выученная беспомощность, когда человек говорит, у меня ничего не получится. А тут наоборот, получится, да я смогу. И они выделяют 3 уровня. Циммерман и Рапопорт. Первое – позитивный опыт. Что это значит? Если кто-то знает, например, такой метод зеленой ручки, наверное, может быть, видели, один ребенок, у него была, видимо, дислалия или дислексия, не помню, когда он очень плохо писал. И учительница ему все время ставила 2 там, и подчеркивала красной ручкой его ошибки. Здесь у тебя криво, здесь плохо, здесь ты не то сделал. Они вынуждены были уйти из школы, мама забрала на домашнее обучение и стала подчеркивать зеленой ручкой не его потери, не его ошибки, а его победы. Вот эта буква «П» у тебя хорошая, вот это отличная, а вот это вообще замечательная. Он открывал тетрадь
И там прям он сразу, глаза его, не проблемы, не кривули его эти, а наоборот успешные какие-то, ну, его победы. Почему я про это говорю? Вызывают ребенка на комиссию или семью по делам, на комиссию по делам несовершеннолетних. И давай там как-то ругать о том, что вот смотрите, здесь вы не справились, тут не справились, ваш ребенок здесь не справился, здесь двойку получил, тут не сдал. Да они все это и так знают. И начинает, тогда семья начинает от этого защищаться. Может быть, наоборот. Смотрите, здесь у вас получилось, вот здесь он все-таки удалось ему пересдать, вот здесь его оскорбили, он не подрался, вот здесь он сдержался, вот здесь он помог, вот здесь поддержал. Сможете вы теперь еще, вот смотрите, вы там 50 раз справились с трудными ситуациями, а вот с этими 3 сможете справиться, которые мы сейчас обсуждаем? Видите, вот он сейчас все-таки, драка-то была, 30 раз сдержался, а в этот раз не получилось. Ну попробуйте, что тебе тогда удалось, как сдержаться там, не знаю, он говорит, до 10 посчитал и не стал ввязываться. Хорошо, вот у тебя какой-то прием есть, до 10 посчитать в голове, а не сразу реагировать. Как-то попробуй его использовать. Второе, карта движения. Потому что очень важно, когда человек оказывается как будто в лесу в каком-то, когда вот ему говорят, ну-ка быстро исправьтесь. Да они даже не знают, куда бежать исправлять. Им говорят, ну давайте, что-то делать уже, предпринимайте. Они как будто вот в 3 соснах ходят или вот посреди леса. И им нужно как-то подняться, ну знаете, как это, в лесу, залезть на высокое дерево, посмотреть, а где вообще что-то есть. Вон станция, вон дорога, вон там остановка, вон еще. Так и здесь. Ведущий восстановительных программ запускает процесс понимания, ну или более точно говоря, рефлексии с людьми. Что произошло, что было в прошлом, как вы видите развитие в будущем, на кого это как повлияло на вас, как повлияло на твоих родителей, как повлияло на твое окружение, на друзей, как повлияло на потерпевшего, если ты кому-то вред причинил, на его родителей. И дальше, как ты к этому относишься? Как ты думаешь сам, что нужно сделать? И здесь важно не подсказывать, а там, пожми друг другу руки, извинись, сходи, извинись. Но лучше, чтобы человек сам пришел к этому выводу, тогда он будет на этом расти, ну, точно так же, как учащийся на экзамене. Не подсказывать ему решение задач там, математических или там, по русскому языку, а чтобы он сам нашел решение математической задачи. Тогда она для него будет решена, и он будет, ну, как-то интериоризировано, как говорят психологи, да, внутрь он поймет, как ее можно решать. И, наконец, третье, поддержка сообщества, значимых людей. Если окружающие будут обесценивать, это будет, ну, мало кто из нас там, те, кто пробовали похудеть или выучить английский, там, начать бегать по утрам, знают, как много зависит от группы поддержки, от окружающих. И если он приходит в класс, изменившийся, а все кругом обесценивают, тогда это добром не закончится, потому что ему тогда, если его ровесники и сверстники будут говорить, ну, ты чего там, ну, например, ты что, псих, что ли, к психологу ходил? Или ты что, лох, что ли, с ним помирился? Ты что, слабак, что ли, не подрался? Конечно, ему мнение ровесников будет важнее, так же, как и нам важно мнение наших ровесников, взрослых. И поэтому важна поддержка значимого сообщества, а с другой стороны, этими медиаторами или ведущими восстановительных программ могут быть сами ребята, и в нашей практике есть, и вы на сайте можете открыть, есть прям описание кейсов, как они решали очень сложные ситуации, многомесячных прогулов, стрелок, драк, этих самых буллинга, травли, решали в том числе без участия взрослых. Ну, конечно, мы их обучали, включали, и вот эта идея равный равному, передачи определенных образцов, там, межэтнический конфликт с применением холодного оружия между армянской диаспорой и русскими националистами. Я у ребят спросил, у этих двух, которые там эту стрелку устроили, мальчик из Армении, мальчик из России, говорю, кто вам может помочь помириться? И они назвали одного ученика из их класса, хотя они были так противоборствующих, да, 2 группы. Он пришел, я говорю, помоги им, но не будь их адвокатом или обвиняемым, помоги им договориться. Я был рядом, конечно, присутствовал, что было безопасность. И он помог им, причем он даже не как медиатор, он говорит, слушайте, да вы, я уж скажу, как он, простым языком он с ними говорил. Он говорит, да достали вы уже тут конфликтовать, все уже тут на ушах стоят. Так, давай с ним мирись, а ты с ним мирись. Они что-то начинают ему говорить. Он говорит, не надо, это вы взрослым будете говорить. Я знаю, как что там бывает. Давайте договаривайтесь. И помог договориться. Хотя была групповая драка, там с холодным ножом, там, ну, нож выбросил перед дракой, но все равно полиция и прочее. И все решилось. И поэтому привлечение ребят, следующий кадр, если есть, если можно, время заканчивается. Вот это из неэкспертной, из понимающей позиции.
Не советы давать, не рекомендовать что-то, а вот как вырастить у педагогов понимающую позицию, ввести в рефлексию, передать им ответственность, помочь услышать друг друга, договориться. И если они друг друга услышали, поняли, вред загладили, исправили, часто взаимный, договорились, кто что будет делать, что подобного не повторилось, делать, а не просто говорить, я больше так не буду. Слова это как-то маловато, действия какие-то. Ну, например, проработать какие-то свои там эмоции или еще там гнев, ну, например, с психологом или еще как-то. И восстановили отношения, да еще и родители, и окружение на это помогло. Значит, эту ситуацию они решили сами, и она была для них уроком, ну, пройденным экзаменом, значит, она, скорее всего, больше не повторится. И поэтому, поскольку время выходит, к сожалению, больше подробностей остальное, но презентацию я оставлю, подробнее не успеваю рассказать, но вот этот момент, чтобы ввести эту практику в разные, например, классный час в формате круга. Вот у нас там есть описание, как это провести, там, передавая ему слово, чтобы все были услышаны. Родительское собрание в формате круга. Совет профилактики в формате круга. В формате круга в смысле, чтобы им ответственность передать. Не им что-то их ругать и советовать что-то, а они будут заткнутыми ушками отнекиваться, говорить, или думать. Ну, они так сказать-то не скажут, они все интеллигентные, но будут думать, взрослые, отстаньте от нас уже. А наоборот, когда они на себя все ответственность возьмут, примут это и начнут это исправлять из взрослой позиции. Вот тогда будет процесс воспитания происходить. И важно это вписать, мне кажется, тоже элементы этого в программу воспитания, о чем я уже выступал, там говорил в Министерстве просвещения. У нас в сентябре было большое совещание по службам примирения. На сайте вы можете посмотреть его пленарное заседание. Как раз я там об этом говорю. И в этом смысле министерство поддерживает, там методические рекомендации на эту тему есть. Можете посмотреть. А если что-то не найдете, я буду готов ответить. К сожалению, мое время вышло, да. Поэтому я здесь поставлю 3 точки. Вот сайт. Пожалуйста, возвращаю слово нашим уважаемым ведущим. Спасибо за доклад. Действительно, очень много интересного. Я надеюсь, что коллегам было полезно. Здесь не только мы говорим про школьную службу примирения, вы приводили примеры, которые актуальны и, собственно, интересны и сейчас. Поэтому, Антон Юрьевич, мы говорим о том, что действительно этот вопрос в связи с современными требованиями, программы воспитания и теми изменениями, которые внесены в том числе и в Конституцию Российской Федерации и в основной закон об образовании, действительно мы обязаны выстраивать, хотя, собственно, глагол долженствования, да, мы обязаны выстраивать взаимоотношения не только с обучающимися, не только со студентами, но и с родителями, законными представителями, особенно 1-й, 2-й курс, когда мы еще говорим про несовершеннолетних обучающихся. И здесь действительно проблемы есть, и в том числе январские мероприятия события показали, что проблемы колоссальные, поэтому в данном случае опыт Антона Юрьевича может нам с вами пригодиться, в том числе и в этом ключе. Я благодарю всех участников сегодняшнего мероприятия. Антон Юрьевич еще будет к нам подключаться в дальнейшем, потому что я напоминаю, что данный семинар у нас первый в линейке семинаров, посвященный именно профессиональному образованию и разработке или переработке, правильно будет сказать, да, актуализации программы воспитания в рамках профессионального образования, тех модулей. Следующие наши семинары уже будут более практикоориентированы. Собственно, мы будем разбирать уже алгоритмы доработки программ. И поэтому, коллеги, мы постарались уложиться в регламент. Все материалы будут направлены участникам, они будут доступны вам, коллеги. Поэтому по всем возникающим вопросам на сайте конференции есть контактные данные. До завтрашнего дня, до обеда завтрашнего дня я собираю все вопросы ко всем спикерам. А сегодня у нас были федеральные эксперты и региональные эксперты. И мы готовы будем работать с этими вопросами. Всего доброго. До свидания.